Добрый вечер. Сразу представлю вам наших гостей, а потом уже оповещу, так сказать, тему нашего разговора. Итак, сегодня у нас в гостях Адгур Арзинба, министр экономики Республики Абхазия, Аслан Бжане, руководитель фонда АПРА, Аслан Кобахе, депутат парламента Республики Абхазия, Саид Таркил, представитель фонда АПРА. Ну, а теперь, конечно же, самая главная и наиболее такая животрепещущая тема, которая все интересуются и хотят услышать ответы, которые существуют в обществе на вопрос о референдуме. Значит, 10 числа состоится референдум. Кстати говоря, это первый референдум, который инициирован оппозицией. Такого еще у нас в истории не было. И на котором гражданам Абхазии предстоит ответить на вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия. Вот я прежде всего хотел бы к вам обратиться. Скажите, пожалуйста, вот чем была мотивирована такая постановка вопроса? На самом деле референдум был инициирован гражданами в соответствии с нашим законодательством. Именно таким образом можно было это сделать. Это почему вопрос сформирован таким образом. Большинство, тех, кто инициировал и те, кто поддержал эту идею, считают необходимым и возможным сегодня ставить вопрос в такой плоскости. С их точки зрения, последние 2 года в государстве проблем стало больше, и они решили воспользоваться законной возможностью высказать свое отношение к действующему руководителю нашего государства. В связи с тем, что указ президента подписан, 10 числа референдум, я надеюсь, состоится. Но, как известно, референдум – это игра по определенным правилам. Для того, чтобы референдум состоялся, необходимо, чтобы все делалось в соответствии с Конституцией и законом о референдуме. Я думаю, 10 числа граждане свое отношение к этому вопросу выскажут. Многие из тех, кто подписал подписные листы, думают именно таким образом. У каждого свои причины. Почему так? Почему люди ставят вопрос в таком ключе? Многим не нравится то, что было огромное количество обещаний, и эти обещания не были реализованы. Но, пользуясь возможностью, у меня сегодня впервые такая возможность, многих возмущает, например, вот следующее. Вы, наверное, помните, в период выборов в штабе господина Хаджимба говорили о том, что пенсия будет у нас 15 тысяч рублей. Но если взять листочек бумаги, авторучку посчитать, понятно, что тут очень серьезным образом что-то не клеится. У нас 40 тысяч пенсионеров, по 15 тысяч рублей в месяц, чтобы им выплатить, необходимо на это затратить 600 миллионов рублей. А в год это более 7 миллиардов рублей. С учетом того, что наш собственный бюджет это около 3,5 миллиардов рублей, понятно, что такую задачу решить было невозможно. Вот граждане задаются вопросом, что это было? Это людей вводили в заблуждение, целенаправленно их обманывали, или люди, которые об этом говорили, не знали, о чем они говорят? Давайте мы ответим на вот этот ваш вопрос тогда. Вот ряд причин называют. Нет, ряд причин вот понятно. Да, я хотел бы потом, чтобы мы тоже конкретно поговорили о вот сути тех проблем, которые являются основанием для выдвижения вот такого вопроса на референдуме. Вот просто все то, что касается непосредственно пенсий и то, что касается непосредственно обещаний президента, я думаю, что это не одно такое было обещание. Возможно, были какие-то другие обещания, которые тоже еще не выполнены или, может быть, в дальнейшем выполнятся, я не знаю как. Кто из вас ответит? Ну, я отвечу, наверное. Добрый вечер, уважаемые телезрители, хлопцы, кахатырышку хаважлар. Знаете, как вот я слушаю коллегу, меня это удивляет, честно, вот такая постановка вопроса. Вот было много обещаний, плохо эти обещания выполняются, и мы решили провести референдум. Если серьезно подходить к вопросу, каждый кандидат в президенты берет на себя определенные обязательства. В соответствии действительно
В действительности было так же, как и кандидат Бжаня, и кандидат Хаджимба, и все другие кандидаты, которые участвовали в президентской гонке, имели определенные предвыборные обещания. О выполнении предвыборных обещаний вообще, если серьезно подходить и по государственному подходить, можно анализ этому делать только в конце конституционного срока. Это, соответственно, в 2019 году мы будем подводить итоги и будем смотреть, что же удалось сделать господину Хаджимба и что же не удалось. Вот люди посмотрели, они недовольны. В стране у нас было всегда, за все 23 года, очень много проблем нерешенных, они по сей день не решаются. И очень много лет еще понадобится, чтобы Абхазия встала на ноги. Вот. И наши оппоненты, если серьезно подходили бы к данному вопросу, так вопрос не ставили. Если Хаджимба нарушает законы, если Хаджимба предал интересы нашего государства, если Хаджимба нарушил конституцию нашей страны, то мы должны открыто и честно сказать, где и в каком параметре он это сделал. От того, что он там во время предвыборного гонки там где-то что-то сказал. Да, я помню. Да, я помню не только это. Я помню многие обещания, которые давал кандидат Хаджимба, нынешний президент, которые он пытается сегодня, знаешь, их выполнять. Это, насколько конечно, это получится у него, все его обещания. Это во всем мире так. Все политики, которые на демократической основе избираются, они определенные обещания перед своими избирателями ставят. Но если, опять-таки, как вот Аслан Георгиевич говорит, Хаджимба серьезно нарушил наши законы, давайте мы открыто это скажем нашему народу. А вот так он там где-то что-то обещал и не так сделал, и мы решили собрать подписи. И главное, надо признать, что мы нашли брешь в законодательстве, именно в законе о референдуме. Мы поставили так вопрос. На то и президент сказал: ребята, здесь вы правы. Законодательство позволяет ставить такой вопрос. То есть в законодательстве в нашем нету вообще вот того, какие вопросы могут выноситься на референдум. Не было. И, понимаете, это а как вы считаете, вообще это должно было быть определено? Это однозначно. Закон о референдуме вообще в Абхазии это третий раз проводится референдум. Первый раз это еще в советское время, когда Абхазия боролась за свои политические права. И мы, противовес, вся Грузия, тогда мы были в составе Грузии, вся Грузия не участвовала в этом референдуме, Абхазия участвовала, и большинство населения Абхазии высказало за то, чтобы сохранить Советский Союз, и Абхазия, чтобы осталась в составе Советского Союза. Это был другой закон, закон Советского Союза. А вот этот закон, который тогда, и я это прекрасно помню, в каких условиях этот закон создавался, и очень он скрыто это делалось, и референдум, вот, вы понимаете, о том, что мы проведем референдум, если я не ошибаюсь, в 99-м году. В 99-м году Владислав Григорьевич объявил об отношении к действующей Конституции. Объявил за 3 дня до референдума, до выборов президента. Потому что это было все так скрыто, потому что нам не дали бы провести этот референдум. Внешние силы. Настолько тяжелейшая ситуация была в Абхазии. И вот этот закон о референдуме, тогда он был именно придуман для того, чтобы провести акт о государственной независимости в 1999 году. И сегодня оппоненты нынешней власти, это действующий закон, нашли и поставили такой вопрос. Но на самом деле... И президент подписал указ. Подписал указ. Это сегодня уже обсуждению не подлежит. 10 июля будет референдум. И тот, кто посчитает нужным, именно вот так, как они поставили вопрос, посчитает нужным проголосовать, он придет и проголосует. И никто ему не помешает. Вы знаете, я вот все-таки хотел бы, чтобы еще как-то высказались все по этому поводу, вот в отношении самой постановки этого вопроса. Вот ваше мнение понятно. Что вы скажете по поводу того вообще, что собой представляет суть вот этого вопроса? Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вопрос, который вы мне задали,
значит, имеет свою предысторию, как он созрел. И я не соглашусь с Асланом Алексеевичем, что во время выборов можно давать обещания любые, с тем, чтобы выиграть выборы. Я могу напомнить, да, пенсии... Меня понял. Я не Можно сказал, я обещание, которое дает кандидат в президент, он обязан выполнять. Но он его должен выполнять в течение своего конституционного срока. Мы помним, Аслан Георгиевич, мы президента избрали, а не волшебника. Мы помним, Аслан Георгиевич, что речь шла о немедленном, сиюминутном. Аслан Георгиевич, я вас попросил бы, значит, не перебивать меня. Хорошо. Я будьте прослежу добры. за этим, Значит, если у меня получится. еще раз хочу напомнить, что события начали развиваться после силового захвата комплекса правительственных зданий 27 мая 2014 года. Действующий президент был вынужден уйти в отставку, дабы избежать кровопролития. Далее были выборы назначены. Выборы проходили в очень накаленной обстановке. Во время выборов представителями тогдашней оппозиции были даны очень многие обещания, которые сегодня можно с ответственностью назвать заоблачными. Потому что когда говорили, выберите нас, вы на второй день почувствуете изменения. В том числе речь шла и о пенсиях вот этих. Речь шла о чем? Что будут задействованы многомиллиардные резервы, как внутренние, так и внешние, с помощью Российской Федерации. Была обещана реформа органов госвласти, что очень важно. Было обещано в ближайшее время открытие в массовом порядке новых рабочих мест, новых экспортно-ориентированных предприятий. Было обещано снятие контроля на границе ПСОВ. Был обещан запуск, значит, в эксплуатацию аэропорта нашего Сухумского имени Владислава Григорьевича Арзенба. И самое главное, что было обещано, еще раз возвращаюсь, это многократное увеличение зарплат, пенсий всем категориям граждан. Что мы видим на сегодняшний день, по прошествии 2 лет? Так. То есть хотелось бы видеть точки роста хотя бы. Вместо создания рабочих мест, вместо создания экспортно-ориентированных предприятий, это при том, что у нас перед нами, значит, 140-миллионный российский рынок. Это в условиях, когда, скажем, кризис, да, говорим? Да, кризис есть. Но в кризисе были и свои плюсы, собственно говоря. Мы могли каким-то образом поучаствовать в программе российское импортозамещение. Каким образом? Ну, я не могу вам сказать, что, скажем, за 2 года можно построить заводы и электронику выпускать и поставлять в Россию. Даже не буду говорить о фруктовых садах. Но однолетние культуры, если с Чили везут перец, помидоры или огурцы, ну, почему нельзя за 2 года было организовать, как было и обещано, вот такие простые производства? За 10 почему нельзя было организовать? Мы в каком режиме перебиваем друг друга? Не перебиваем. Все, но у нас все-таки дискуссия тоже, можно задавать вопросы. Нормативная база готова у нас с 2008 года. Вы знаете прекрасно. Скажем, по тем же поставкам в Российскую Федерацию. Если посмотреть, откуда выгоднее везти товар. Выгоднее товар везти с Турции, я могу сказать, и в рамках наших, так сказать, таможенных соглашений. В рамках о режиме торговли. Режим торговли, да. 2014 года соглашение, причем до 2008 года. С 2008 года Россия нас признала субъектом международного права. Было пакетно подписано очень много, значит, договоров, соглашений. Часть из них была реализована, часть не реализована до сих пор. Почему я возвращаюсь к событиям? То есть новая власть пришла с революционными лозунгами. И, соответственно, спрос гораздо больше. Когда ты приходишь и говоришь, в Абхазии дороги все короткие. Если ты в село проезжаешь и говоришь, вот выберите меня, завтра мне будет пенсия, значит, скажем, 15 тысяч рублей. Как ты через год туда приедешь? Меня вот это удивляет.
Так, понятно. Насчет пенсии, вот Аслан тоже Давайте мы Кубайка говорил, давайте мы так скажем. экономики, Вот вы потом говорили в качестве вот предъявляемых претензий о таких, так сказать, о таких точках роста. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Действительно, точек роста нету, эти претензии обоснованы? Я считаю, что эти вопросы, которые ставятся, они абсолютно не обоснованы, потому что Тогда если взять... ваши аргументы. Ну, вообще, честно говоря, формат сегодняшней встречи немножко, мне кажется, отклонился. Вот я вернусь, отвечу Аслану Георгиевичу сперва, постараюсь ответить по поводу пенсий. Я только не понял, когда, Аслан Георгиевич, вы формулировали вопрос о том, что мы же не про указ президента сегодня говорим, о том, что он подписал там и назначил дату. Мы говорим о причинах. То есть, что побудило вас, в частности, как руководителя фонда, руководителя блока оппозиционных сил, насколько я понимаю, да? Вот и в экономической плоскости, да, я вот слышу многие ваши выступления, есть на самом деле с чем согласен, есть то, что категорически не могу принять. И я просто могу и вас процитировать, но я думаю, что вы и сейчас можете это сказать, все, что в экономическом плане предъявляется сегодняшней власти. Вот. Что касается пенсий обещанных и бюджет, а какое отношение имеет бюджет к пенсиям? Я немножко не понимаю. Бюджет – это бюджет, а пенсия – это пенсионный фонд. И пенсионный фонд наполняется из источников, которые есть в экономике, заработной платы. Какого размера нашего пенсионного фонда? Сегодня они незначительны, но есть Российская Федерация, которая оказывает... Секундочку, вы просили не перебивать. Не, ну, в качестве примера понятно, но есть Российская Федерация, есть соглашение о доплате по выплате пенсии, вы знаете, в рамках договора базового, который был подписан последний 14 Кстати, вы говорили о том, что ни одна статья не исполняется, я вас хочу проинформировать, у вас, наверное, неверные данные. После подписания соглашения 2014 года еще подписано 5 соглашений. В том числе 3, которые вытекают из данного договора. Но к вопросу о пенсии, и вот то, что говорил Саид Николаевич, я категорически с этим не согласен. Во-первых, почему бы нельзя было сделать это, почему было нельзя сделать это, знаете, вот так вопросы задавать может каждый, Саид Николаевич. Согласитесь с этим. Почему Но это было обещано? Секундочку. Вы сказали, почему это было не сделано. Во-первых, сделано очень много. Я могу вот здесь перечислить, я, чтобы не забыть, даже записал. Нам будет интересно. Я расскажу, да, с удовольствием. Вот. А по поводу того, что, знаете, мы сейчас с вами сидим на передаче, которая посвящена очень серьезному мероприятию. Ну, в мою бытность и вообще это такого рода мероприятие, оно впервые, да? И говорить о том, что там пенсии 15 тысяч рублей, и поэтому мы хотим провести референдум, ну, мне кажется, немножко, простите меня за такое мнение, младше вас, но мне кажется, это очень несерьезная позиция, понимаете? Проводить выборы каждые 2 года, у нас с вами такой роскоши нет. Извините, что я так говорю. Нет такой роскоши. Я слышу выступления многих политиков, или тех людей, которые считают себя политиками. Они носят, знаете, такой очень агрессивный характер. И такой, знаете, реваншистский настрой. А вот вы там 27-го, и вот давайте мы сейчас вам тоже. Ну, скажите, пожалуйста, Аслан Георгиевич, вы практически 2 раза старше меня, да? Опытный человек, Саид Николаевич. Есть ли у нас с вами, как у народа, как у малого народа, как у маленького государства, такая роскошь? Проводить такие мероприятия. Есть ли у нас с вами такая роскошь заниматься такой греческой демократией, где у нас бесчисленное количество политических организаций, так называемых? Есть ли у нас... Вы посмотрите вокруг, что происходит. Вы же лучше меня знаете, Аслан Георгиевич. Вот война практически идет вот во всем мире. Да? Вот вчера был террористический акт в Стамбуле. Это буквально 200 с лишним километров. В Сирии это 600 километров от нас. 220 тысяч человек уже погибло. Это в 2 раза ближе, чем Москва. С другой стороны, государство, с которым мы граничим, ту же Грузию возьмем.
в разы увеличился уровень жизни. Они укрепились, у них современная система государственного управления. У них современная боеспособная армия. Это не та армия, которая в 92 году. С этой стороны наш сосед Российской Федерации процветает, слава Богу. Есть сегодня определенные проблемы. Если взять другие страны СНГ, Азербайджан практически в 8 раз увеличил свою экономику. Казахстан, там у них практически 11 раз, 11 тысяч, 13 тысяч с лишним ВВП. То есть вокруг нас идет развитие, люди сплотились, идет, а мы с вами занимаемся, знаете, это может быть не вам лично, это вообще вот последние, может быть, 10 лет, там, я не знаю, сколько лет, это даже тяжело посчитать. Мы с вами занимаемся выяснением отношений, я по-другому это назвать не могу. И вы человек ответственный, я вас знаю, Сергей Николаевич, вас тоже прекрасно знаю, но говорить о том, что нам вот нужно сегодня провести выбор из-за того, что не было создано 2 экспортоориентированных предприятий, но это как минимум несерьезно, понимаете? Кто говорит о 2 экспортоориентированных? Я говорю о том, что массово... Дорогие мои друзья, если вы позволите, давайте мы все-таки вернемся к референдуму. Значит, почему я привел один пример, имеющий отношение к пенсиям? Это всего-навсего один пример. Откровенно говоря, хотелось бы, чтобы услышала аудитория. Да? Но тут другие вопросы. Дорогие мои друзья, 21 тысячи человек поставили подписи. У каждого своя причина. Это первое. Второе. Мы не должны забывать самого главного. В законе о референдуме, если есть какие-то недостатки, Аслан Алексеевич, вы являетесь депутатом парламента. Это ваше право, законодательной инициативы, вы можете этим воспользоваться и внести изменения. Этому закону 20 лет. 20 лет. Не бывает закона, которого оценивают по физическим параметрам, как дырявый, старый и так далее. Он действующий, он работает. Много других причин. Это один пример я привел. И самое главное, в соответствии с Конституцией, дорогие мои друзья, мы должны понять одну вещь. Самая большая ценность в нашей стране – это наши люди. Достаточно того, что наши граждане так думают. 20 тысяч человек, если так думают, это уже является основанием для того, чтобы вопрос вынести на референдум. Так говорит законодатель, и это записано в Конституции. Было бы здорово, мои дорогие друзья, если бы мы каждые 2 года не меняли бы власть. Это очень плохо, что власть меняется так часто. Но очень плохо, когда власть меняется незаконно. Это еще хуже. Давайте я продолжу. И еще одна из причин. Одну минутку, почему? Подождите, вы... Одну секунду, не перебивайте. Я вас не перебивал, меня не перебивайте. Коль вы вопрос затронули, он задал вопрос, отвечаю. Нет, я запишу этот вопрос. У меня есть, почему я это сделал, да? На протяжении 10 лет мы говорим о том, что мы говорим о том, что нам необходимо объединить наш народ. Вы, наверное, знаете, что во время выборов было подписано соглашение о мерах по достижению национального единства. Вот соглашение, это вот этот документ, копия документа. Автором, знаете, да, инициатором был господин Хаджимба. Вы подписали его самым последним. Да, самым последним, потому что я до сих пор считаю, что нет будущего у того руководителя, который не будет объединять народ. И не будет выполнять те обещания, ключевые хотя бы, которые он взял на себя. Да не об этом дело. Если наши граждане, 20 тысяч человек, так решили, мы должны уважить их решение. Слушайте, вот это куда важнее. Теперь дальше, как реализуется это право? Давайте, вы не хотите? Я вообще как-то хотел бы еще уточнить. Знаете, одну секунду. Давайте, да, тогда на поставленный вопрос... Основание есть указ президента. Давайте, еще раз говорю, нет. Одну секунду. Да, позвольте, давайте тогда Аслан Кубахия, пожалуйста, ответит, депутат. Знаете как, вот если власть меняется незаконно, а что незаконно поменялась власть? Где незаконно поменялась власть? Где вы вопрос задаете? Да, вы ответите? Да. Где незаконно? Незаконно власть поменялась 27 мая 2014 года. Теперь я вам сразу хочу сказать. Я хочу вас проинформировать, если вы плохо информированы. Я 27 мая, по всем 27 мая парламентом Республики Абхазия, одним из высших органов государственной власти Абхазии, президент Анкваб был отправлен в отставку. Что вы говорите? Еще раз говорю. Да, может быть, подождите минутку, дайте я закончу. Дайте я закончу. Что я говорю, потом услышите. 27 мая парламент не имеет такого права отправлять в отставку президента. Дайте я закончу, еще раз говорю. Вы неправильно говорите. Слушайте, что я неправильно говорю, вы мне не судья, дайте мне сказать. Да пусть закончит, да, действительно, потом вы возразите. Подождите, дайте я закончу. Возразите потом, позже. 27 мая парламентом, не 27, а 29 или 30, я уже забыл, парламентом Республики Абхазия президент Анкваб, который утратил контроль над управлением государством, был отправлен парламентом в отставку.
И были назначены новые президентские выборы. В этих президентских выборах принимали в том числе и вы участие. Если вы говорите о том, что президент Анкваб был незаконно отправлен в отставку, как вы могли принять участие в этих президентских выборах? Это раз. Дайте я закончу. Вы закончили. Вы говорите о том, что к мнению народа создалась критическая ситуация в стране. И народ решил, кто, как должен быть, кто должен стать президентом. Президентом избрали Хадим. Вы, подписывая вот о национальном согласии, что вы знаете как, в Абхазии стало модно раздача должностей, должностями народ не объединяют. Должностями никогда народ не объединяли. Народ объединяет только на идеях. И почему произошло 27 мая, если я начну рассказывать, я буду больше 2 часов вам рассказывать. Почему происходила парламентская комиссия по голосованию? Более 25 тысяч гражданам Грузии были разданы абхазские паспорта. И вы лучше меня это знаете. Почему такой кризис между парламентом и президентом произошло? Почему, вы знаете, были приостановлены парламентом, были признаны незаконной выдачей этих незаконных комиссий, которые в том числе участвовали ваши подчиненные в этих незаконных комиссиях? Вы прекрасно знаете, мы вас приглашали на парламентскую комиссию, в том числе и Генеральную прокуратуру, и Министерство внутренних дел. Согласно закону о гражданстве, гражданам нашей страны, кто может быть, определяет только Министерство внутренних дел. А вот отдельные законные комиссии, где принимали участие, в том числе ваши подчиненные, они решали, кто должен быть гражданином Абхазии, кто не должен быть им. Все это знал президент Анкваб. 3 раза парламентское заседание было. Парламент единогласно принял решение. Кстати, между прочим, я хочу вам сказать, 2/3 парламента проголосовало за отставку президента Анкваб. И вы прекрасно знаете, какой расклад был после парламентских выборов. Почему такой кризис в стране произошел, это вы задавайте вопрос себе, своей команде. И просто, знаете как, никто, опять, знаете, никто власть не захватывал, в том числе и Хадим. Власть временно исполняла обязанности спикера парламента. Были назначены парламентские выборы, президентские выборы, я повторяюсь, и так мы разрешили этот кризис. Да, действительно была критическая ситуация в стране, потому что президент категорически не хотел выполнять постановление парламента. Позвольте, Аслан Алексеевич, я не могу, в отличие от вас, себе позволить такую вольную интерпретацию наших законов. Если парламент отрешает президента от должности, есть определенная процедура. Давайте, вы говорили, я вас слушал. Это первое. Второе. Этот документ инициировал он, а не я. Это он инициировал этот документ. Это закон, что ли? С этим документом дальше. У вас... Давайте дальше. Дорогие мои друзья, я неоднократно говорил, итоги выборов мы признали. Слушайте, вы подняли вопрос в 27-м. Прошло 2 года. Люди недовольны тем, что происходит. И люди сегодня поставили вопрос. Слушайте, кто-то вам отказал в этом? Нет. Ну а что тогда вы нервничаете? Я не нервничаю, я вам так объясняю. Я еще говорю, вы что, 27 числа, 27 то, что произошло, она давно уже, понимаешь, всеми обсуждена. И в том числе, меня удивляет другое. Меня удивляет другое. Вот, понимаете, меня удивляет одно. Вы, как человек, который приняли в этом участие, потом задним числом, слушайте, если я не согласен с этим, я скажу, знаете как, если я не согласен, я никакого участия в этом принимать не буду. Я как политик скажу, ребята, это вооруженный переворот, и ни в каком президентских выборах я участвовать не буду. Так сделаем. Вы поговорили, у вас было время. Так, я сейчас буду говорить. Не перебивайте меня. Хорошо, давайте закончим. Я вас не перебивал. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. 27 мая был незаконный захват власти, потом были выборы. Итоги выборов мы признали. Мое отношение я высказывал и 27-го, и 29-го. Тихо. Группа людей. Парламент?
группа людей, незаконно Администрация Хорошо, президента. сейчас на эту тему я говорить не собираюсь. Не, послушайте, давайте мы это поговорим о 27 число Ну, все-таки я не знаю, оставим. всё там Конечно, По этому да, поводу было достаточно ясно и Достаточно четко ясно было дана, сказано. да, Теперь дана давайте поговорим о оценка наших и гражданах, парламента, о и референдуме. граждан. Позволите, Вот да? о референдуме, да. Да. Я бы хотел, Значит, чтобы вы вот как-то вернулись. Да, к Причины этому. в законе одна или две причины не указаны. Ряд причин мы перечислили. Прошу У каждого, прощения, кто при подписал. чем тут закон, Аслан Нет, нет. Георгиевич? Как Вы это при чем назовите- тут закон? Слушайте, о чем вы говорите? Мы что, не по Аслан закону Георгиевич, собираемся давайте, дальше пожалуйста, жить? разговаривать. Вы задали вопрос, давайте на том отвечу. Вы ниже. меня не перебивайте? Я не перебиваю, Я же просто тебя не перебивал. мы пытаемся говорить о источниках, о экономических Источник проблемах. закон. Нет, не только Нет, экономические одну проблемы. секунду. Сейчас, Одну подождите. секунду, Давайте, подождите. вы однажды сформулировали уже. Мне кажется, ясно. Другие Пожалуйста, есть повторите основания. еще раз. Слушайте, друзья, дайте я скажу. Четко, да. Есть права человека, которые закреплены в нашей Да. Конституции. Свобода слова, свобода мысли, свобода убеждений. На основании убеждений наших граждан подготовлен документ, указ президента. А можно мы поговорим о том, как этот указ реализуется? Хорошо. Позволите на тему Да, но о поговорить? причинах Так мы мы до можем устава тоже. уже Зачем о можем причинах дойти, еще Александр говорить? Этого Нет, недостаточно как вам, при- что ли? Нет, стойте. Вы хотите сказать, что референдум будет проводиться ради референдума? Почему ради Просто референдума? ради того, чтобы он прошел вот, Я же вам еще в раз рамках объясняю. закона. 21 Я хочу тысяча причину причин знать. есть. У каждого спросите, у каждого своя причина. Ну Те, да, кто у каждого поставили, есть вас причины. спросят, Ну, 10 сейчас весь числа народ, они да, придут 10 и Да, свою да. причину А скажут. Проблем теперь же давайте- нету никаких. Ну, Сам давайте. президент тоже подписал. Да. Я не вижу проблемы Есть в том, проблемы с реализацией этого закона. Да Есть нет никаких проблемы. Где проблем, проблемы? Аслан Георгиевич. Позвольте я скажу, что... какие все, тогда проблемы давайте есть. мы поговорим. Да. Давайте о С проблемах. реализацией Только этого коротко. указа есть проблемы. Так. Значит, никто не имеет права агитировать против референдума. Можно агитировать только за вопрос, за досрочные выборы или против досрочных выборов. Условия должны быть созданы свободные для волеизъявления. Так написано в Конституции и в законе. Так. Эти условия не созданы. Есть пример министра внутренних дел, который запугивает. Это Так, уголовное одну секунду. дело. Пожалуйста. Есть действия министра внутренних дел. Так. Министр проводил совещание с личным составом Министерства внутренних дел и заявил о том, что если вы пойдете Вы на там референдум, присутствовали, и Аслан члены ваших семей, я присутствовал. На этом совещании? Да, я присутствовал. Там были мои люди, которые документ достали и обнародовали. И Хорошо, везде будут понятно. мои люди, чтобы вы это Так, знали. нарушение Там, были. где Дальше Ваши еще что? люди. Да, Продолжите, пожалуйста. Значит, 136 Секунду, статья потом Уголовного ответь. кодекса, нарушение вы считаете, закона. этого не Если было? президент заинтересован в том, чтобы волеизъявление Я так было не считаю. свободным. Так. Слушайте, если президент не Членов хочет, чтобы семьи не одну было секунду. референдума, его Я не можно... оспариваю. Одну секунду. Если назначили референдум, его надо проводить по правилам. Давайте на эту тему поговорим. С одной стороны, Так, вы указ хотите президента... сказать, правила же были нарушены, да? Нарушены правила, А совершенно почему вы не верно. обратились, Как не скажем, обратились? в ЦИК или не В Генеральную обратились в суд? прокуратуру обратились, Генеральную уже прокуратуру. обратились к президенту, обратились в ЦИК. 10 дней тому назад обращения были подписаны, направлены. Они есть в средствах массовой информации, в тех, к которым мы имеем доступ. Жалобы были соответствующие поданы. Реакции нет никакой. Беда же в чем, дорогие мои друзья? Вы извините, что я так разговариваю. Давайте так, 5 минут нам, 5 тому, справедливо, чтобы Не, было. ну мы это сейчас так Если это разделить не можем. возможно. Знаете что, Слушайте, когда мы делали эту Давайте мы передачу- будем беседовать, Аслан, Александр Георгиевич. Аслан, Зачем давайте так? вы поговорите, Давайте мы сейчас так- ли вы да- между собой Есть- перекинетесь Давайте вопросами. я одну Секунду, вещь, секунду. я одну вещь хочу Сказать. вас Регламента попросить. нету. Одну минутку. Кстати говоря, Одну минутку. регламент тоже не Одну указан минутку. нигде, Давайте- ни в одном документе. Кому больше Слушайте. времени, кому меньше, кого о приглашать и так нарушениях далее. могу Подождите сказать? одну Вы минуту. сказали, Одну- продолжим. Не, я одну Дайте минутку закончить. о чем хочу попросить вас. Знаете, давайте мы будем беседовать. А что мы делаем? Не беседовать. А беседовать, знаете, как, не 5 минут, вот я сказал, вот не для камеры. Вот коль пришли, все-таки живые люди, давайте. Вы говорите, да, я могу вас остановить, допустим, на минуту, и прокомментировать того, что вы говорите. Вот я, такого и вы режима. тоже можете то же самое сделать. Ничего если здесь у вас такого такого страшного нету, не просто Просто мысль перебивать, можем потерять из этих- просто из этих перебивать, там, соображений. оскорблять никто не собирается. Хорошо, Давайте, слушайте, еще с раз говорю, удовольствием, коль с вы подняли, Да. вы говорите, что вот есть проблемы. Если да? вы позволите, я перечислю ряд проблем, давайте, а вы пожалуйста, прокомментируете. пожалуйста. Значит, первое нарушение, которое позволил себе министр внутренних дел. Второе, сама процедура принятия решения о указе. Да? Указ обычно подписывается в определенном месте. Ладно, большая аудитория была собрана. Но вы знаете, президент комментировал, он сказал о том, что он мог бы подать в суд. Он поставил под сомнение подписи. Это неправильно, это не правовой подход. Сомнение в подписи, сомнение может выразить или Центральная избирательная... Да, Центральная избирательная комиссия, она проверила, подала, или она может сомнения какие-то, да, высказать. Тем более в ЦИКе есть представители президента. Или специально, Александр Алексеевич, создана комиссия при Генеральной прокуратуре, которая реагирует на нарушения в избирательном праве. Под референдум она была создана. Они назвали 4 или 5 фактов.
Но президент при этом говорит, что, значит, я мог сделать так, я мог сделать так, я мог не назначить, но назначил. Где нарушение закона, Аслан? Именно процедура принятия, это и есть нарушение. Значит, если он сомневается, дорогой мой... Мы же о личных ощущениях президента пришли говорить. Давайте я скажу, какое нарушение. Вы задали вопрос. Значит, статья 21 закона о референдуме гласит следующее. Могу вам зачитать. Значит, если решения Центральной, окружной и участковых комиссий принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего состава комиссии. Члены комиссии, не согласны с ее решением, вправе высказать свое особое мнение и ее направить. Значит, там есть представители президента в ЦИКе. Если они не согласны, если они считают, что президент подписные листы... Комиссии. Причем его члены комиссии, которые могут высказать свое мнение. Процедура была нарушена, принятие, процедура была нарушена. Я вам объясняю, по-моему, вот эту процедуру он нарушил. Потом нет никакого такое нарушения, правило, это толкование это наше толкование, мы считаем, что мы правы. Вы считаете, вы куда направили, что он нарушил теперь, процедуру? с каких это пор подписные листы должны быть в администрации президента? Они могут быть только в ЦИКе или в Где прокуратуре. нарушение закона? Вот этого закона процедура Где нарушена. написано, что не должны быть там. Процедура принятия решения нарушена. Процедура принятия решения нарушена. В виду, что там нету конкретного указания о подписных листах. Дальше. Значит, господин президент говорит о том, что инициативная группа не имеет права на свое существование. Дорогие мои друзья, инициативной группе выдано удостоверение, срок удостоверения не истек. Она прекращает свою деятельность только тогда, когда заканчивается референдум. Более того, делаются замечания по поводу того, что общественные штабы почему работают. Так они работают в соответствии с законом. Некоторые пробелы в законе о референдуме, которые есть, Аслан Алексеевич, они восполняются законами о выборах народных депутатов и законами о выборах президента. Есть аналогия права и аналогия... Знаем мы, слушайте, все да. время, Поэтому тут больших проблем нет. это- Лучше, если мы хотим, чтобы референдум прошел грамотно, чтобы волеизъявление было свободным, давайте условия создадим для этого. Не будем запугивать людей. А эти факты имеют место быть. На работах... Вы считаете, значит, что наших людей можно запугать? кого-то можно запугать. Да, кого-то можно запугать, сказав ему о том, что он останется без работы. А Адгур, ну дай-то Бог, ты счастливо живешь, если ты с этим не сталкивался, что людей можно запугать. Хорошо, дай-то Бог. С попытками можете Так, давайте сталкиваться. тогда а вот вы на знаете, этот что вопрос наших людей ответим. можно так Пожалуйста, запугать, как пожалуйста. Я, Пожалуйста, знаете, Аслан. как, Аслан Георгиевич, вы не обижайтесь, но я вам скажу такую вещь. Вы, наверное, все 23 года нашей послевоенной жизни не знаете. Я вам могу напомнить. Вы в 2010 году вас назначили председателем СГБ, вы вернулись на родину. Но я помню выборы 2004 года. Я помню парламентские выборы 2007 года. Знаете, вот то, что Дзябщипа там нарушил, не нарушил, это прокуратура просто разберется, это раз. А второе. Я помню, когда глава государства выступал и говорил на генерала Аршба, что он готовит военный переворот, который был кандидатом в депутаты. Когда выступал первый заместитель министра внутренних дел, говорил, что кандидат в депутаты Адгур Харазия, преступник, которого надо посадить в тюрьму, по телевидению. А что в этом Еще, хорошего? да, еще раз, я не об этом. Мы слава Богу. Если такое было, Подождите, это хорошо? мы же сказали, что диалог дайте я еще раз. Мы уже, слава Богу, от этого ушли. И ушли далеко. И вот и во время агитации парламентской и в президентской ничего подобного никто себе не позволял. Хотя, может быть, и жесткие дебаты были там и тому подобное. Я, понимаете, и говорит о том, что это дело. Я верю в собственный народ. Вот правильно говорит президент Хаджиб. Решение народа, она будет. Понимаете? И кто бы ни был, какой бы политик, если не будет основываться на решении народа, никогда у него ничего не получится. Наш народ напугать никого не получится. Пусть никто не обижается. Я вам хочу еще, вы это прекрасно знаете, мы почти с вами ровесники. События 1977 года, когда вся советская машина была против нашего народа. Наш народ содрал Лохнашта и отстоял свои политические. То же самое в 89-м. Вся советская машина работала против нашего народа. Если наш народ посчитает нужным, что нужен референдум и нужна смена власти, наш народ его сделает. И ни Аслан Бжаня, ни Аслан Кобахия этому не помешает. Поверьте мне. И, минутку, вот,
и говорит о том, что какие-то вот, они всегда в шероховатости во всех делах. Здесь принципиальное, я считаю, политически мужественное решение президент принял. Он принял правильное решение. Да, еще раз говорю, подождите. Это вы считаете правильное решение. А я встречаюсь со многими людьми, которые говорят, что он не принял неправильное решение. Кто как решает? Вы говорите, 21 человек там подписи собрали. Ну, слушайте, ребят, выборы, это, как его, 10 числа покажет, кто как придет и проголосует. 20 подписей, мы выборами занимались. 21 тысяча. 21, я же понимаю, мы выборами занимались. Я же не об этом говорю, что людей можно напугать. Я говорю тем, кто пытается пугать, чтобы этого не делали. Я хотите, я вам скажу. Зачем пугать? Давайте мы так скажем, Аслан. Аслан Георгиевич, я вот шел сюда, вот на эти мероприятия, я шел через набережную. Сегодня, кстати, большой праздник у нашей молодежи, выпускной вечер. Я от всей души хочу их, нашу молодежь, поздравить, чтобы, дай Бог, чтобы у них лучше получилось, чем у нас. Знаете, у нас тоже что-то получилось, порой мы просто не всегда что-то умеем договариваться. В последнее время что-то плохо договариваемся. Я не об этом. Вот вы поймите одно. Я часто хожу по набережной, наверное, и каждый из нас. Наш народ не живет этим референдумом. Нету этой напряженной ситуации в стране. Нету ни в каких ведомствах, в селах и в деревнях, чтобы кто-то кого-то. Знаете, что удивительно, что за все вот годы политической жизни, чему научился наш народ? Скрывать свою позицию. Он скажет в день выборов. Хорошо, он, понимаешь, вы от него никогда не добьетесь того, что как он посчитает нужным, он так и поступит. То, что вы говорите, вот вы там, понимаете, вы хотя меня обвинили в том, что я вольно интерпретирую там законы, я никогда ничего подобного себе не позволял. Я опять-таки, не будем возвращаться к этому. Мне кажется, что вольно, наоборот, вы интерпретируете. Давайте мы продолжим. Здесь мы можем. Мы одну вещь принципиальную забыли. Аслан Алексеевич, то, что наших людей напугать сложно, я это знаю. Не сложно, невозможно. А у меня претензии тем, кто пытается их пугать. Зачем их еще пугать? Раз говорю, я вам еще раз говорю. Я еще раз говорю. Зачем их пугать? Я знаете, что почему человек их пугает? Я хочу вам сказать одно. Никто никого не пугает. Слушайте, а что означает слова «придете, уволим с работы»? Придут члены вашей семьи, уволим с работы. Это что означает? Можно давайте. Что это? Давайте вот эту это не угроза, да? Я хотите вам еще больше скажу. Это угроза или нет? Нет, я не знаю, я не смотрел этого. Еще раз говорю, если это материал, просто по нему суждения, по нему. Кстати, между прочим, на это ответил вам президент. Когда вот эти вопросы начались, он поехал в МВД. Провел открытое совещание с участием прессы и четко предупредил личный состав Министерства внутренних дел. Минутку. Или вы этого не видите, или когда вы хотите. Я вижу. Я это увидел. Вы никогда не видите положительный момент. Как случилась такая беда между вами и Хаджимбой, что вы его положительные моменты не видите. Он пошел и сказал всему личному составу Министерства внутренних дел: ваша задача обеспечить безопасность референдума. Никто в этой стране, если даже мы захотим, никто уже не может, потому что указ президента есть, и никакие другие задачи перед вами не ставятся. Это заявил глава государства. Так точно. Глава государства. А он сказал министру, что он неправ был, еще раз говорю, он не об этом он сказал? Одну секунду, давайте мы там сейчас... нарушил закон министр, а не еще раз говорю, нарушил закон или министр, вот вы подали заявление. Подали заявление, это будет рассмотрено в суде. Знаете, я вам хочу сказать. Есть такой термин, как оконченный состав преступления. В данном случае у министра оконченный состав преступления. Он говорит, что это... Ну, вы сейчас хотите, чтобы мы вынесли решение по этому поводу? Не, просто понятно ваше замечание. Вы знаете, что я хочу? Да, коротко, пожалуйста. Продвинуться надо вперед. Мы 40 минут специалист и работали в службе госбезопасности. Я хочу вам один вопрос задать, коль вы говорите о нарушении правил и так далее. В данном случае правительство... вы много говорили о правилах. А вот если МВД является закрытой организацией, правильно? Так. Если на совещании в Министерстве внутренних дел состоялся какой-то разговор, тот человек, который записал, если такое имело место быть, и вынес, неважно, это касается референдума, я, честно говоря, не поддерживаю. Если такое имело место быть, я не поддерживаю такую позицию. Но просто, раз вы говорите о формальных таких парах, является ли это тоже преступлением? Можно ответить? Да. Замечательный вопрос, Адгур. Ты мне дал хорошую возможность
Министр на совещаниях внутренних дел и любой другой руководитель должен учить личный состав, как повышать качество оперативно-служебной работы. Нет, секундочку. Одну секунду. Дайте я отвечу. Ответьте, пожалуйста, на Огурчик, вопрос. подожди, Является мой ли это дорогой. нарушением или нет? Не является это То нарушением. есть на Когда он совещании службы влезает в права госбезопасности- наших граждан, в том Секундочку. числе права сотрудников, это не его компетенция, кто пойдет голосовать. Они такие же граждане. Об этом ему говорить там нельзя. Это нарушение законов. А если он говорил бы там, как ловить преступников, никто бы этим не стал интересоваться. То есть это не преступление. Записать внутри... Вот такую билиберду записать, не Какая преступление. разница, Да, что? То да, есть да, это да. не преступление. Да, в этом, да, нет, конечно, не преступление. Знаете что, Подожди, вот теперь я давайте. хочу чуть-чуть Знаете, дальше Руслан пойти. Георгиевич, я не хочу вот на личности переходить. Знаете, вот меня, если я вот... Я У не меня хочу, нормальные отношения с я министром. еще раз говорю, вы знаете как, вот мы не видели 2 года тому назад, 3 года тому назад, когда, понимаешь, массовая раздача паспортов шло по всей стране гражданам Грузии. Вы этого не видели, никто из вас не орал. Даже если, я не знаю, я не слушал, я вам честно говорю, не слушал. Даже если неудачно где-то вы, вот, зацепились, крутим, вертим. Слушайте, ребят, мы тогда говорили, и сегодня говорю, давайте мы лучше друг друга слушать будем. Мы тогда это не видели, когда, знаешь, кричали, ребята, что мы делаем, кому мы даем, кому мы раздаем паспорта. Вы, Помнится, кто-нибудь из вы вас... мне в парламенте сказали, что 129 участников войны не арестованные ходят. Сколько человек арестовали за последние 2 года? Хотите, вам скажу. А пункты пропуска, в которых меня да, лично обвиняли, сколько вы закрыли пунктов пропуска? Я объясню. Я Давайте, могу ответить. вот, я сейчас отвечу. И я могу ответить, сколько вы Почему Так, все так, не так, закрыли? так, Я еще раз постойте, говорю, постойте, мне- я Давайте вмешаюсь, референдум подождите, вернемся. да, Не, давайте, слушайте, не, в чем постойте. мы вас обвиняли? Я вам, Вы в чем, вы 129 человек, вы знаете, вот насколько безобразие, до чего дошло. Вы правильно напомнили, 129 человек, люди, которые жили в Абхазии, участвовали в боевых действиях против Абхазии, и они еще, знаешь, наглости у них хватило, знаешь, подать заявку на получение Не, нашего это гражданства. не заявку они подали. Это по учетам они проходили. да, Послушайте, все, и на этом стоило заканчиваем. только Берите 5 в свои человек, руки инициативу. стоило 5 человек из этих 120, 129, 5 человек арестовать, Кто их арестовал, когда? выдворить. По секунду. Служба безопасности. Можете фамилии назвать, Еще, когда это было? я и фамилии не назову, я не работаю. в Такого службе. факта Еще нет. говорю, как Александр не было, Алексеевич, слушай, их вас- официально вас, выдворили из пределов, и все 100 У с вас кем-то ошибочная ушли. информация. Все, на этом мы закончили тему, да, вот эту тему закончили. Знаете что? Давайте вернемся, давайте вернемся к референдуму. Давайте Все то, о чем вы говорите, знаете, весьма интересно для вас. А вот для наших телезрителей, для меня в том числе, мне все-таки интересно, как этот референдум повлияет, извините вот за такую прямоту, на мое благосостояние. И каждый думает о том, повлияет ли это как-то на улучшение нашей жизни. Вот скажите вы мне, пожалуйста, как вы считаете, присутствующие здесь, Кому вы действительно, адресуете вопрос? я кому хотите, чтобы не было моей какой-то особенной привязанности, вот мы ему С вашего скажем, позволения. повлияет ли это как-то на наше благосостояние? Каков будет от этого эффект для нас? И вы говорите еще о том, что наше общество разобщено. Скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на наше благосостояние и как это повлияет на то, чтобы сплотить общество? Пожалуйста. Серьезный Хотел бы вопрос. сказать следующее все-таки. Только не по поводу 27-го. Нет, почему? И не по поводу паспортов. Давайте тогда перейдем к следующей стадии. Давайте перейдем к стадии, о которой мы уже говорили, о стадии предвыборных обещаний. Я отношусь вот к этому мой вопрос, следующему. можно на мой можно я вопрос как раз таки отвечу на ваш вопрос? Я готов. Почему возник По очереди. вообще вопрос о необходимости проведения референдума? О том, что раскол общества сохраняется, это очевидно мы знаем. Тут дело не в должностях, Аслан Алексеевич, дело в этом соглашении, на которое мы ссылаемся, которое было подписано по инициативе команды Хаджимба во время выборов. Мы пошли на это, подписали. Но искренне, да, мы пошли на выборы тогда. Мы пошли на выборы с искренним стремлением начать с белого листа, объединить общество. Говорят же, вот представители тогда, нас увольняли. Кто-то говорит, что это правильно. Кто-то может сказать Аслану Георгиевичу, Саиду Таркил, что они, будучи руководителями ведомств, увольняли людей по политическим мотивам. Приведите, покажите такого человека. Мы искренне хотели следующего.
А сегодня кого чтобы в зовут? обществе разрешить вот... Вчера начальника поста ГАИ в Гаграх Инапха, потому что в офисе у сына был штаб по проведению референдума. Можете Ну, факт проверить. Так, Один давайте, из пожалуйста, примеров, если если что-то подробно есть, начну, давайте начну, документ значит, себя, какой-то. да, и Как-то дальше давайте мы на подробно. что-то Кого будем уволили, основываться, а не кого на том, не что уволили. происходило. Да. Пожалуйста, по существу. По существу я и говорю, собственно говоря. По существу говорю следующее. Нам было обещано в результате, мы вообще слова не говорили бы, ни про это соглашение. Нам говорили, что у нас куча квалифицированных кадров. И космонавта имеем, и профессора имеем. Далее президент Хаджимба заявил, что оказывается дефицит кадровый. Где он заявил? Было такое заявление. Вы, по-моему, его... Где, в каком где, месте? пожалуйста, Встречи я с не кем? придумываю. Президент Хадимба не может за углом где-то объявлять. Но он официально Я вам еще раз говорю, он заявил, если Я есть никогда такая ничего необходимость. подобного Я от президента такое слышал. Хадимба не слышал. Да. Про космонавтов говорил? Да. Про космонавтов это я говорю. Да. Речь шла о дефиците кадров, которого не было, но который, оказывается, причем все-таки есть. Референдум. В каком... Ну, где давайте эти мне дефициты вывести, кадров? пожалуйста, свою мысль хочу довести до конца. В чем суть? Что мы хотели все? Мы хотели реформировать систему органов власти, с тем, чтобы работа органов власти стала прозрачной. Вопрос это возник не в 2014 году, вопрос это всего периода послевоенного нашего. Что мы хотим? В климатических условиях, благоприятных, где можно нормально развиваться, работать, обеспечить трудовыми местами. Мы хотим, чтобы пришел инвестор. Что для этого надо? Обеспечить Может, точно не правопорядок. в колодец. Правильно, об этом речь и идет. Обеспечить правопорядок, как в правоохранительной сфере, так и в фискальной сфере. Сегодня требовать прозрачной работы от милиционера, прокурора, таможенника, налоговика невозможно. Было сказано следующее, что будут увеличены зарплаты. Зарплаты будут увеличены в разы. Будут произведены Кем было переаттестации. И когда Значит, было сказано? будут материально-технически обеспечены эти ведомства. Это было все во время последних президентских выборов, во время предвыборной Кто кампании. конкретно говорил, Сергей Николаевич? Подожди, Когда сейчас говорил? ответим. Одну секунду. Ответим, без подождите. конца секунду. договора. Он правильно говорит. Еще что? Дальше. Да, да, пожалуйста. Вот как раз Давайте, хороший дайте пример. отбор, не надо его перебивать. Давайте Кстати, мы... об Азо ТВ подборка есть хорошая. Там вот Саид Николаевич, целый документальный Илхама. фильм. Далее, что получается? Когда людей обманывают, Никто не... говоря, что завтра у вас наступит райская жизнь, и она не Кто такое наступает. говорил, Сергей И Николаевич? когда Что люди райская жизнь, такие годами темы. ждут позитивных Сейчас. изменений, Телефон. позитивных Дам изменений, Райская происходит жизнь? самое страшное. Завтра будут перемены в лучшую сторону. Конечно. Ну а что? Ну, было такое. Да, еще раз говорю. Происходит самое страшное. Люди Мы по этому перестают поводу верить всё время вообще на во власть. власть. Эти вопросы вот то, буксуют. что Можно вы... сказать? Пожалуйста, Дайте ответьте ответ. на этот Закончится вопрос. очень плохо это. Да, хорошо. Закончится. Что мы сегодня видим? Мы видим аморфность, мы видим недовольство людей, мы видим неверие в органы власти, мы видим вообще неверие в целом в политический нас, так называемый истеблишмент, с какой бы стороны он ни был. И тихо-тихо зреет, когда люди Вот смотрят то, и что видят, Сатамыз, Аслан Алексеевич, когда видят, что во враждебной Грузии рядом с нами уровень жизни выше, когда видят, что в братской Российской Федерации уровень жизни выше, и когда видят, что мы не можем при нашем малочисленном населении, при великолепных климатических условиях наладить здесь достойную жизнь нашим гражданам, происходят следующие разговоры. Я слышал их от ветеранов войны. Года 2 назад я с ним подрался бы. Ора и Халшум, мы сами не можем. Давайте пойдем в Краснодарский край. У нас есть главное завоевание. Есть наш Если День мы Победы. проведем референдум, Есть. все проблемы Я решатся, прошу от что гуру, ли? дай я договорю свою мысль. Мы об этих проблемах Я еще раз знаем, хочу Сергей сказать. Николаевич. Ну, В давайте говорить, как их 2008 решать, году в конце Россия нас концов. признала Давайте. субъектом международного права. Вот главная драгоценность, за которую мы должны держаться. Пока это внешняя, бутафорная независимость получается. Главная драгоценность. Почему? это Потому наша что с вами экономическим... независимость, Сергей Я Николаевич. прошу прощения. Наши граждане. В мирное время, Наше в мирное независимое время, государство. главное доказательство нашей независимости это Победа уровень... в войне. Нет, это уровень благосостояния наших граждан. Вот к этому Вот как-то что я хочу. хочу. Сегодня Вот всё есть понятно. вопрос следующего Еще раз, характера. пожалуйста. Значит, какие прорывы
у действующей власти в сфере экономики. Нам говорят, Ответит он? есть, можно я договорю, ответит, естественно, Чего вы за министр него отвечаете? экономики. И вот Нет. вы задаете Я, вопрос? я не задаю вопрос, я констатирую факты. Вот факты зачем? Одно дело, когда они обещаются говорят, многократное Так, создание секунду. рабочих мест, Я новых говорю, это производств, мы здесь и должны- другое дело, когда вместо этого увеличивается налоговая нагрузка. Есть такое дело? Ну, И я при отвечу, этом можно? система, значит, администрирования вот этих налоговых платежей различной формы осталась прежняя. Она не стала прозрачной. Также реформы органов госвласти не произошло. Соответственно, и по-здоровому экономика наша не будет развиваться. Потому что если бы, еще раз повторюсь, наши милиционеры, наши налоговики, наши таможенники получали бы высокие зарплаты, можно было бы говорить тогда и о внутренних резервах, можно было бы говорить и отношении к нам со стороны Российской Федерации. Не как к прихлебателям, да, которые в райском месте живут, а как к людям достойным, которые имеют тысячелетнюю историю государственности, и, слава Богу, еще раз возвращаюсь, признали нас независимым государством, самое большое по Саид территории Николаевич, государства. честно говоря, мне Вот теперь, тяжело. пожалуйста, вы ответьте. Подождите одну минутку, пока Садгур начнет говорить, потому что здесь Просто столько говоришь. Я хочу сразу вам ответить. Вот на кадровый, то, что вы говорите о кадрах. Кадры, если, знаешь, есть такая вещь. Знаешь, вот то, что вы говорите, если мы будем делать и дальше, то у нас никогда ничего не получится. Кадры. Как у нас готовится, он в этом году примется до конца этого года закон о госслужбе, где будет регулироваться все это. Реформу, которую вы никак в упор не видите, уже проведена в судебной системе. То, что вы озвучиваете. Это не знаю. Еще раз Я говорю, про судей не подожди, сказал. вы говорите, Про никакой судей реформы нет. Про судей Я не объясняю. А судьи – это образец, это ориентир, куда вся госслужба должна идти. И менять его надо системно, а не наскоками. И, понимаешь, закон о госслужбе, там четко будет прописано. Я вас уверяю, когда будет принят закон о госслужбе, многие госчиновники по профнегодности будут отправлены в отставку, потому что там будут совершенно другие параметры. Согласен, Совершенно Александр другие. Алексеевич. И там, понимаете, У нас много законов я, хороших. подождите. Какой ресурс? Еще раз говорю, Материальный ресурс еще, под функционирование знаете, этого как я закона. вам с другой Аслан. скажу, вы молодой человек, прекрасно помните, когда нам тоже говорили, что никакого ресурса послевоенно нету. Учатся, у нас ресурсы есть, и здоровый, образованный. Не имею в виду людской А какой ресурс. там? Материальный ресурс Еще какой? раз. Любая реформа требует серьезных Слушайте, вложений. любая реформа Где требует... источник? Первое, Сейчас, хотите, я вам сейчас, скажу, главную вещь, которой по сей день не удается власти добиться, знаешь, до сих пор, если мы, абхазы, первым долгом, косты поднимать, это вещь хорошая, но должны понимать о том, что если налоги платиться не будет государство, другое государство придет. и им Я будет бы хотел... Теперь я хочу Адгуру предоставить слово, Адгур, потому тогда что здесь ответьте, слишком пожалуйста, много- вот на эти... Слишком много эмоций было Напомните по вопрос. Да, того, претензии. чтобы- Просто как что это повлияет, сделано, как я- сделано, что Я в вашей помню, экономике Я, делается. да, Расскажите. пожалуйста, если помните вопрос, пожалуйста, да, ответьте на этот Ну, Адгур, вопрос. судя по всему, против референдума, поэтому... Вы знаете, Я против референдума. Что, теперь мне повеситься, что ли? Не, ни в коем случае. Трудно сказать. Так. Вот. Саид Николаевич, я просто немножко хочу ретроспективу. Чуть вернемся назад. К сожалению, вот знаете, в риторике у нас сегодня звучит, и до этого мы, вы, знаете, вот это вот, вы обещали, мы, вот, к сожалению, это присутствует, это наша беда. Но давайте говорить справедливо и честно, говоря о экономике. Когда экономика страны, нашей страны, и государство, да, которое должно, в принципе, локомотивом всех реформ, какие ресурсы и какие источники существуют. Я хочу вам напомнить, что когда мы приступили к своей работе, мы приступили в очень непростых условиях. Это железнодорожный кредит, 2 миллиарда рублей. Было много комментариев, я знаю, я на них всех готов ответить. Это субординированный кредит, 700 миллионов рублей. Это долги перед строителями. За выполненную работу. Секундочку. Это долги перед сельхозпроизводителями, так мы их назовем, крестьянами,
которые значит, работали на своей земле, порядка 75 миллионов рублей. Я хочу вам напомнить, что это в совокупности больше 3,5 миллиарда. То есть сумма выше на тот момент собственных средств бюджета. Теперь говорим о предприятиях. Вы очень хорошо говорите о том, что надо создавать, и я с вами согласен, их нужно создавать. Я вам расскажу, что уже создается и будет создаваться. Но я хочу вам напомнить про госпредприятие «Абхазлизинг», молочный завод. 118 миллионов рублей было проинвестировано. В 2013 году, проработав 7 месяцев, молочный завод закрылся. То же самое могу вам сказать и по хлебзаводам. Огромные деньги были потрачены, а сегодня практически они все в убытке находятся. И такие вещи, как вот вы помните, там линия по меду фасовки была приобретена, 5 лет лежала без дела. То есть все эти инициативы, которые были сделаны, они, мягко скажем, потерпели фиаско. А что касается железнодорожного кредита. Аслан Георгиевич, я, будучи, значит, вы кандидатом в президенты, вот как раз вы с Валерой в эфире говорили о том, как раз вот, Валерий, вы задавали этот вопрос, о том, что железнодорожный кредит это не такое сильное бремя для нас. И вот сейчас Россия говорит о том, что железнодорожный кредит привязывает к транзиту грузов. Это ваши слова, я могу даже процитировать. Вот Россия начала говорить о возможности транзита. В советское время 8 миллионов тонн груза мы здесь проходило. Если даже мы будем провозить половину, то мы больше 3 миллиардов получим в бюджет. Это ваши слова. Честно хочу сказать, к сожалению, этого не случилось. Транзит, или к счастью, не случилось. Тяжело сейчас давать оценку. Вот, а железнодорожный кредит остался. И потом, наверное, все-таки, если математику взять, те цифры, которые вы привели, они никак не бьются. Максимальное, если взять показатель для бюджета, это порядка несколько сот миллионов рублей в год. Вот если 4 миллиона тонн грузов, там порядка 600 миллионов миллионов рублей в год. Вот. Но это, да, и у нас транзитный налог, секундочку, достаточно высокий, хочу вам сказать, по сравнению с другими. И это при том, что если даже это бы случилось, это при том, что у нас должно было 1300 составов по 44 вагона в год проходить через Абхазию. То есть это как минимум 3 с лишним состава, в 7 составов в день. То есть у нас сегодня средняя скорость по железной дороге. Если 1300, то получается около 400. Можно там больше? Секундочку, сейчас расскажу. Да, да. а то мы сейчас то есть, в другую сторону. Теперь это детали, знаете, они важны, Валерий, потому вообще, что по этому поводу, когда по железнодорожному кредиту уже была такая оценка когда дана, есть, Не дана была оценка правильно до сих пор. я Правильно. могу вам сказать, оценку дают перед заключением такого договора. Вообще, как правило. Когда государство выходит с инициативой, Просчитывают риски. такого не было. Нет до сих пор, я не могу найти документа, который обосновывает. И потом, какая была необходимость брать этот кредит, когда практически больше 1 миллиарда долларов Российская Федерация давала нам безвозмездно. Зачем нужно было дополнительно брать? Можно было эти деньги перенаправить. Больше 1 миллиарда долларов в течение 10 лет. Да, в течение 10 лет, совершенно верно. Это не за 1 год. Не за 1 год, но Вообще, это знаете, огромная нас цифра. по-простому интересует в этом железнодорожном ушли кредите от одна вопроса. Я вещь. почему об этом почему говорю? Саид расплачивается Николаевич, за это народ Саид в Николаевич, то время, может когда быть, должен был новое расплачиваться по предприятие. обещанию бизнеса? я скажу. Правильно? Бизнес должен был расплачиваться. Расплачиваемся мы. Нет, там две было. Кто-то совершил какую-то сделку, не будем говорить и характеризовать какую, а в итоге получилось так, что Самое мы главное, расплачиваемся. что данный железнодорожный кредит, он по преступному был оформлен. Кредит, который укрыли от парламента. Дорогие Который согласно, Дайте я договорю, Валерий, потому что я Саид Николаевич задал вопрос, я ни на один еще не ответил. Да, этого тоже не было. было. В обход прошли, и это все Потому было... что преступность Обо всем об этом, кстати говоря, говорили, просто это можно сейчас с этой темой уже это не тема, это повременить. такая уже избитая тема, она висит. И Это власть, то, что еще касается у того многих наследия, людей. что было. Я просто хочу поговорить Потому о что- вот тех претензиях, которые говорил Саид.
Вот как вы их прокомментируете просто? Ну, То, что касается рабочих мест, что их нету, что они не создаются. Что касается роста экономики вообще, я не знаю, кредитования, наверное, это тоже имелось в виду. Вообще каких-то положительных акций в экономике. Ну, в я развитии хочу вам экономики. напомнить, что по официальной статистике, она есть, Слан Георгиевич, уже в интернете, к счастью, Управление госстатистики запустило сайт, там вы можете посмотреть аналогию 2014, 2013 и 2015 года. Это вся открытая информация, наши телевизоры прямо сейчас могут это сделать. Если сравнивать У нас 14 телезрители еще в деревнях сидят. Пожалуйста, не поленитесь и объясните. Я расскажу с удовольствием. По сравнению с 14-15 рост общего количества рабочих мест составил до 1000 человек. В целом по экономике. По каким отраслям можно А поинтересоваться? я вам скажу, с удовольствием расскажу. Это промышленность. За счет Это каких предприятий? за счет расширения действующих предприятий. А, например? За счет тот же винзавод стал выпускать практически в 2 раза больше продукции. Так. Вот, Конъюнктура рынка сложилась хорошая. секундочку. Заслуга Да. государства. Да, частная Секундочку. компания. Вы говорите о том, Государство что тоже не должно О рабочих мешать. местах. Государство рабочие места создает. государство создает условия, Саид Николаевич. Да. Государство, как правило, не Советском создает Союзе. предприятия. Так, Но тем не пожалуйста, менее, ответьте дальше, да. это рыбная отрасль, это новые предприятия по тепличным хозяйствам, это... Новые предприятия по тепличным хозяйствам, Да. которые были заложены, и строительство их началось в 2013-2014 году. Секундочку, Пицунде, я вам расскажу про Пицунду. Кинская, Про Пицунду могу Так, рассказать. пожалуйста. Рыбная в Адхаре. Когда это все было заложено? Про Пицунду могу вам рассказать, Аслан Георгиевич. По Пицунду почему были задержки? Ну, когда Почему было только заложено? сейчас удалось? Когда проект начал реализовываться? В каком году? Вы знаете, молочный завод тоже был заложен в 2013 году, но он сегодня не работает, и мы сегодня А вынуждены... Пицунская когда была заложена? А почему она не 2014. работает? Не, Нет, заложено, почему оно почему 14-м? не работало? Почему? В Подождите. 2013, если не ошибаюсь. Она Почему не спасла работает? Я в вам 15 скажу, году. нет, в Ну, надо было 13 построить я вам ее, скажу, завести по эксплуатацию. какой причине она не работала. Ну, ладно, это сейчас причина. Да. Не работает. Какая причина? Власть не давала развивать. А в дельфинарии почему не работал? А подождите, а дельфинарий почему- кто начал строительство вести не при... Слушайте, я объясняю. А власти почему это дельфинарий не запускал? было? Я не знаю про А дельфинарий. потому что Так, власть не постойте, давала. а эти теплицы, Знаете, которые запускали, почему самое не главное работали? власти не должна строить рабочие места. Все власть должна создавать условия для того, чтобы выгодно было эти рабочие места создавать. Одно. Я молодой человек, что-то, знаешь, медлит. А сколько рабочих, сколько Строительной давай, отрасли у нас что? в системе Расскажи. туризма сколько койко-мест добавилось? По поводу строительства, кстати, вот хочу вас процитировать, Аслан Георгиевич, в моем родном селе, в Дуриш, вы сказали, наверное, вас неправильно проинформировали, наверное, вы сказали, что в 2014 году в сфере строительства работало... 13-14. Там да, периоды вы были. сказали, в 2014 максимально году, 13, да, 3000 Более с лишним, 3. да. Да. А сегодня, так, в 2015 году 300 человек. Да. Но это неправильная информация, еще раз можете проверить. В 2015 году действительно было снижение, но работало 1800 человек. Это официальная статистика. Опять же, сайт, открытая информация. Сегодня, на Можно сегодняшний... поинтересоваться, какие объекты они построили и ввели в эксплуатацию? Секундочку, а вы что считаете, что только государственные объекты строят строители? Вы не видите, сколько мини-гостиниц строится? Вы не видите, сколько новых Одну объектов секунду, строится одну по секунду. Абхазии? Что? А я Или вы имел в считаете, что виду- статистика учитывает только государственное В строительство? данном случае И цифры потом- были именно по государственному строительству проведены мной. И Тогда отток- первая цифра неправильна. Да, Ладно, сейчас правильно, зачем да. в цифру уходить? Ну, 3500 человек не работало в государственном Работало. секторе. Ну, не работало. Ну, Я хорошо. знаю. И потом, знаете, Аслан Георгиевич, вот в 2014 году Вы хотите сказать, Я что в государственном секторе в отрасли строительства рабочих мест стало больше? Я вас поздравляю. Нет, если нет, я так. не хочу этого сказать. Этого не должно Но быть. мы говорим о том, что есть объективные причины снижения, и сейчас опять пошел рост. Ну, да, это А рост в строительной отрасли произошел за счет частного бизнеса. не так? только за счет частного бизнеса, за счет российских денег, Аслан Георгиевич. Это прямого отношения, вот этот скачок, к нашей с вами экономике не имеет. Как не имеет? Люди работают Секундочку, здесь. источник не имеет отношения. Источник не имеет, Да. а к экономике Но отношения там не имеет. мультипликативные Это совершенно создает имеет. ВВП Это и так понятно, далее. это Да, да. понятно. Вы как Это министр экономики должны это знать лучше Я меня. хорошо говорю, да. знаю, достаточно. Лучше меня вы это Лучше знаете. вас не знаю, но знаю. Знаете, знаете. Поэтому, что Вы как касается- раз таки тот, кто знает. Вам в Вы этом знаете, смысле что я бы претензий нет. хотел, Аслан чтобы вы Георгиевич. сейчас вот как бы аргументы приводили Можно для моя чего. очередь дойдет? Можно я вам скажу для Да, чего? мой дорогой. Как-то вы
не хотите удовлетворить мое любопытство. Знаете, я вот тут сижу, слушаю Что это даст специалистов референдум людям, и да? никак не могу понять, какая польза вообще от этого разговора будет нашим телезрителям. Вот пойдут они на референдум или не пойдут они на референдум. Вопрос сам вот поставленный тоже как-то должен быть обоснованным. Я хочу, чтобы вы как-то пояснили нам вообще, в чем Можно тут, вернуться? в чем тут наша... Если позволите. В чем причина? Валерий. Причина простая очень. Я прошу прощения. Еще раз возвращаюсь. Был обещан многомиллиардный рост бюджета. Слушай, вы это слышали? Ну, это все понятно, Нет, да. вы никак причину не можете. Я- То есть можно Вот они- пообещать за счет чего? За счет создания новых рабочих мест. Вместо этого мы сейчас получили, опять можно к я этому скажу? вернемся. Вместо этого мы получили Вот налог один на вопрос добавленную ваш ответ. Давайте так восстановление сделаем. экспортных пошлин, Чтобы это все закончилось. которые ударили Ваш по вопрос. нашим крестьянам все-таки. Вы сказали, когда что были дали экспорт- решение Экспортных властям. пошлин. Вот дайте мне когда к были этому отменены- подойти в конце я концов. Мы президент- уже сейчас Сейчас в эфире. извините, минутку. декларированные Я, платежи. Саид, Да. знаете как, вот мы порой ведем себя так, как будто наш телезритель нас не слышит. Он нас прекрасно слышит. Вы один раз это сказали. Я сопровождал президента Хадима во всех его встречах с избирателями. Знаете, я лучше вас знаю, что обещал Хадим, как Хадимба говорил с людьми. Это раз. Второе. Знаете, вы должны понять о том, анализ, я еще раз вам отвечаю, анализ деятельности президента Хадима и исполнение его обещаний предвыборных, и вообще весь анализ только можно давать по истечению его Конституционного суда. Но, опять-таки, я возвращаюсь еще раз к тому вопросу, который у нас всех всегда привелось. Группа лиц, наших граждан, наших друзей, наших родственников, инициировала, мы все абхазцы взаимосвязаны, инициировала референдум. Слушайте, ребята, президент сказал, можно много вопросов, но поставил точку. Сказал, все население, кто считает нужным поддержать данный референдум, добро пожаловать, 10 числа избирательные участки будут открыты. Человек, наш гражданин, придет туда, который посчитает нужным прийти. Но тот, который не посчитает ненужным не прийти, он не придет. Хадимба это захочет, Бжаня захочет, Кобахя захочет, или Кураско захочет, это не... Наш народ уже это услышал. Хорошо, И мы в течение меня уже вспомнили. 2 месяцев, все это сказали. Каждый выразил свою позицию. И, Аслан Георгиевич, убедительная просьба. Просто не надо, знаете как, если мы хотим спокойствия в стране, давайте спокойно проведем мероприятия, которые вы инициировали. Никто никому мешать не будет. Если бы опять, я здесь очень много примеров приводил, что наш народ за руки водить никому не удастся. К большому сожалению, нас 100 тысяч, 100 с копейками в этой стране из-за того, что мы не позволили никому за руки водить собственный народ. Понимаете, наш народ напугать не получится. Не то, что кому-то какое-то захочется. Шаланадзе со своей армадой сюда пришел, он не смог напугать этот народ. И говорит о том, что кто-то на кого-то. Давайте, я ради того, чтобы что-то сказать, да, я допускаю. Вот я его понимаю, что я это видел, я и был 10 лет в оппозиции, я был во власти. Я видел всегда, есть определенные моменты, и тоже исполнительной власти, тоже оппозиции. Это они всегда будут. Все вот это, знаете, как бы это политическое соперничество, но оно не должно вылиться в какое-то, понимаешь, что мы можем завтра, мы слишком слабая и маленькая страна. Чтобы так не получилось, что вот кто-то что-то обещал, кто-то так сказал, что вот он обещал то, это не сделал, а потом, что не то, что обещание, мы можем, понимаешь, не только обещание не выполнить, мы можем в таком противостоянии жесточайшем прийти к тому моменту, что страны может не стать.
Вот скажите вот мне, позвольте, пожалуйста, я а отвечу вот на ответьте, ваш пожалуйста, вопрос, на да. его вопрос. Нет, вот я вопрос я хочу задам. ответить Я на задам ваш вопрос. вопрос. Нет, мой вопрос вообще уже утонул, от него ничего какой у нет. вас Скажите вопрос мне, сейчас? пожалуйста, вот такой вопрос. Как вы считаете, осложнит ли обстановку проведения референдума вообще вот в нашей ситуации сейчас? И тогда, когда, как Мне вы вопрос вы говорите, задаете, Или как ко вы всем может считаете? адресован? Да, пожалуйста, я готов на этот вопрос ответить. всем адресован Валерий, вопрос. у Да, нас совсем. Я вот все, пожалуйста, каждый час ответьте на референдум вопрос. ничего не должен осложнить. Не должен. Значит, требования, считаете? которые, да, не должен осложнить, потому что это законное требование, законное мероприятие. Почему это что-то кого-то должно осложнить? Этого быть не должно. Но отношение к этому у людей совершенно разное. Некоторые люди выходят за рамки поведенческого стандарта обычного и нарушают закон, мешают проведению референдума. Это недопустимо. Дорогие мои друзья, это правило, которое недопустимо. нельзя Закон нарушать. есть по Это этому может поводу. привести к соответствующим, может быть, негативным последствиям. Но еще есть время исправить. Ничего страшного не произошло. Слушайте, правильно. была жалоба, должна была быть реакция. Реакции нет. Реакция президента, она жесткая и адекватная. Вы знаете, президент не дает правовых оценок. Есть Не у нас правовую генеральный оценку, прокурор. а ситуацию. Кому обратились? Генеральный Это прокурор. вы о правовом говорите. Мы, а я мы говорю всегда о говорим ситуации. о правовом. понимаете? Теперь дальше. Давайте, если мы будем действовать и исходить из духа и буквы закона, у нас все будет нормально. Если состоится референдум, и господин президент получит поддержку своих граждан, это будет принято всеми, в том числе и мной, безоговорочно. Это не обсуждается. Если же референдум не состоится, если не будут явки, у нас есть основания полагать, что людей запугали. Это факт имеет место быть. Сегодня на это нужно реагировать. Почему вы смеетесь? Почему я не смеюсь? Слушай, как можно людей запугать можно? Меня кто-то может запугать? Что я не пришел. Ну, вас невозможно запугать, но есть люди, которых еще можно раз говорю, запугать. слушайте, Аслан говорит, Причем тут, одну секунду, послушайте, зачем вы пугаете? знаете, я вам другое скажу, То даже есть, я получается- даже из статистики вам скажу, слушайте. Вы понимаете, вы одно. Я вам потом один еще серьезный вопрос хочу вам задать, и вы ответьте мне, пожалуйста. Сперва я вам даю статистику. У нас избирателей около 140 тысяч. Так. Где идет огромная политическая конкуренция на президентских выборах и на парламентских. Парламентских они 80-90, президент 100-105. Так, и что? Еще раз говорю, у нас 35-40 тысяч вообще не ходят на выборы. Так. Знаете, их Ну, никто... эти данные у меня тоже то есть. есть, подождите, Что дальше? я говорю, Да. это те люди, которые не принимают участие. Как Понятно. бы мы за них не бились, и Так, мы так, бились, понятно, и мы понятно, бились. да. Хайо, Хриштанаха, и мне иди, говорю. Нас? Эти 40 тысяч тоже кто-то напугал, да? Нет. Это еще раз говорю. Теперь, если человек считает, что он не хочет, вы знаете, как многим людям зачем Если это он надо? не считает, не нужно идти, пусть не идет. Идет. Проблем нет. Но, Я говорю о еще, другом. мы будем Представители считать. власти не Еще имеют раз права говорю, еще раз пугать. Об этом говорю. идет Объясняю хорошо, вам. постойте. Президент, глава государства обратился к народу, еще раз говорю, и сказал, кто считает нужным, идите голосуйте. Министр обратился и говорит, пойдете, посажу, сниму с работы. Ладно, Ну, это 10 человек хорошо там Так, сидело. 10 человек. Ну, хорошо, 2600 Теперь сколько? у меня один вопрос. Члены Аслан семей. Георгиевич. 1700. Подождите. У меня один вопрос. По штатному Я расписанию образно 2600. Слушайте, В почему? МВД штатное расписание 2600. По этому поводу вы есть меня закон. объясните. Вы Я обратились сколько на нам должность. реально работает, я не подождите, готов. Вы хотите теперь- сказать, что вот это Да. заявление там или этот инцидент с министром, он может повлиять на весь референдум? конечно. Вы знаете, если одного голоса не хватит, он не состоится. При чем тут весь референдум? Ну как, вы А сейчас что вам- вот ставите во главу угла какой-то очень интересный вопрос. Мне Валера, интересно Валера, поставить. давайте так. Вы говорите, что если референдум не состоится, то значит власть запугивала. Конечно. То есть вы запомнил. уже заранее Сегодня факты придумали есть. причину. Сегодня. Давайте отреагируем на этот факт. Я вам скажу, вот, кстати говоря, президент тоже предвидел то, что будет именно вот такая постановка вопроса. Знаете, говорить о том, что у нас все хорошо, не приходится. Ситуация достаточно сложная. Действительно признается в этом. Я вижу, что действия, которые совершает оппозиция, направлены на то, чтобы еще сильнее осложнить обстановку. Это его мнение. Я не исключаю, что будет предпринята попытка срыва референдума, либо обвинить власть в неустраивающих их итогах плебисцита. Здесь уже все сказано. Слушай, если референдум... Дорогие Давайте Если- мы так если- скажем, нет, если чтобы я не достаточно поддерживал количество какую-то людей не сторону, мне придет, хочется быть значит, власть объективным. виновата. Да, Есть, ну, вы знаете, это же объясните не мне. рядовой человек, не Вот бригадир в прокомментируйте. колхозе, не председатель колхоза, высшее должностное лицо.
министр, действующий генерал в приказном порядке, будьте добры, обеспечите условия, Александр Алексеевич, чтобы на это власть отреагировала. Мы вас просим об этом. Все, об этом закрыли вопрос. Отреагируйте, пожалуйста. Я вот, смотрите, вот вы говорите... Вы же депутаты приглашали к себе, говорили. Прежде с ним говорили, я там не был, еще раз говорю, он разъяснял депутатскому корпусу, я думаю, Ну все, ну опять мы к этому вопросу возвращаемся. Сколько раз можно? Вот у меня один вопрос. Свободные условия. У меня один вопрос. Сделайте, и все, Вы, никаких проблем. человек грамотный. Человек, который грамотно считает. Объясните, пожалуйста, почему так получилось, что мы референдум проводим в летнее время? Почему так получилось? Что случилось? Хороший вопрос. Потому что, нет, опять-таки, вот временные Хороший рамки, вопрос. да, временные рамки данного Хороший референдума, где четко прописано, что не раньше 1 месяца, не позже 3. Да. Еще раз говорю, после того, как документ попал к президенту. Да. Вот. Вы прекрасно осознавали, когда вот это все просчитано, да, что это попадает на июль-август. Почему на июль-август? Это попадает и на сентябрь тоже? Нет, дорогие. Как это нет? Еще раз говорю, Аслан Георгиевич, минуту. Пожалуйста. Президент, Даты, От 1 до 3 президент месяцев. от 1 до 3 месяцев. А четко. он мог принять решение 5-6 июня и назначить на сентябрь Слушай, для он первых не имел выходных. права принять, он должен был В течение 2 недель. Нет, минутку. Он не имел права не раньше 1 июня не принять решение. Закон так гласит. Вы говорите свободное интерпретирование, это как его закон. У него четко Закон время. так не гласит. Он принял решение 1 числа, он его мог принять 5 или 6. Он не имел права, он до 1 числа, он 1 У числа него это было был 2 последний недели. срок. Не было у него А последний можно срок. это вы потом Слушай, выясните, нет, а? Я Он не об мог этом. на сентябрь Я не назначить. об этом говорю. Я Какие не об этом проблемы? говорю. В сентябре можно Слушайте, было вы назначить. неправду говорите, Послушайте, потому что временные рамки данного референдума заканчиваются 31 августа. Здесь любой юрист вам 31 подскажет. августа не выходной Всё, день. еще, В я сентябре не об первый этом выходной объясняю. Август, Да. потому что это последний срок, когда можно было проводить референдум. Теперь смотрите, президент дал 40 дней. 40 дней. Почему? Он вынужден. Я спрашиваю, почему, когда у нас прекрасно месяца октябрь, Да, ноябрь, да. что это нельзя было, если вы очень сильно хотели. У меня создается такое впечатление, почему мы этот туристический сезон сфинансировали. На этот вопрос? Вы задали мне Да. вопрос, да? Значит, голоса были собраны, значит, инициативная группа обратилась в марте. Никаких проблем, никаких претензий мы не собираемся никому предъявлять, если референдум был бы назначен в сентябре. Ора, как закон запрещает? Не запрещает, там Ора, у ну него это время вы было что? еще, определенное количество. Ора, закон, еще, это вы давайте так вы- хотите, вы так хотите сказать сегодня, когда президент четко по букве закона пошел. У него выбор был, это назначить или в июле, или в августе месяце. Но август у нас пик туристического сезона. Июль до 10-го. Но зачем в курортный сезон, когда Это столько вопрос к отдыхающих? президенту, сроки определял он. Какие, Ора, закон определяет сроки? Да, 90 дней. Слушай, 90 до дней, всё 90 правильно. дней, Да. когда документы поступили к президенту, вы считали? 23 числа поступили документы. Нет, дорогой мой. Нет, 15 числа поступили пистолеты. Ну, давайте. Так, Вы давайте мы анонсировали, от этой темы Я тоже говорю, перейдем к президент, следующей. Слушай, и 15 числа главное... документы к нему не поступили. Аслан, знаете что, какой-то... Вы слишком пытаетесь хорошо контролировать президента Хадимба, но вы, понимаете, порой ошибаетесь. Это вам дело чести, что как руководитель оппозиции, что вы этим занимаетесь. Но, опять, и мы с вами можем спорить. У нас есть с вами общий друг, Батал Иванович Топагу. И он вам скажет, как окончательные сроки, когда это можно референдум было проводить. Я это знаю прекрасно. Еще раз говорю. Вот Я это спросите знаю его, он очень вам ответит. хорошо. Да не, Не знаете, хуже, чем Вы кого-либо. прекрасно знаете, Да. но вы говорите, Поэтому что он у него была возможность в начале Да сентября, в первые выходные сентября не назначить можете, референдум. все, это нарушение закона. Нет, это не Опять-таки, нарушение. это нарушение закона. Нет, да это я не не об этом, даже если сентябрь, Да. который у нас все. Ну, почему же надо было это делать в курортный сезон? Скажите, пожалуйста, а что это является нарушением закона? Нет, слушай, не закон, я по-человечески говорю, слушай, эти 4 месяца, месяца. июнь, июль, август, А это сентябрь, политический это процесс, чет- который это требует 4 времени. месяца, Его когда не наши высчитаешь. люди пытаются хотя бы копеечку заработать. Его не времени. высчитаешь. Полчаса времени. Молодцы. Да. Я за это еще раз говорю. Я вижу очень много здесь моментов. Жизнь покажет. Конечно. Жизнь покажет. Что потом мы не говорили, что мы в очередной раз ошиблись. Одно что, никакая власть
еще, если, знаете как, вы здесь что заявили о том, что если не будет явки, то в этом будет виновата власть. Слушайте, Если меры не примет, то да. Еще Пусть раз, примут меры в отношении тех, кто нарушил. Я еще раз говорю, меры, они приняты, жесткие, адекватные. В отношении и четко, слушайте, по сути, вы референдум хотите проводить или против личности работаете? Еще говорю, человек, если даже по правилам, что прошел, она по правилам пройдет, еще раз говорю, и по правилам, и чисто пройдет. А если желание есть накалить обстановку, это вам удастся. От этого никто не выиграет. Обстановку, если кто-то хочет, это обращайтесь к тем, кто в этом заинтересован. Мне такие вещи говорить не надо, ладно? Еще раз говорю, если этого нет, то в последнее время принято, то государственный переворот кто-то готовит в оппозиции, заявляют должностные лица. Я ничего такого не слышал. Вы не заявляли, даже не то, вы не слышали. Я не слышал, что кто-то государственный переворот. Так, вернемся теперь опять к нашему референдуму. Хочу сказать следующее. У нас 1:30. Мы были в эфире. Если мы голову не заморочили нашим телезрителям, то большего мы, по-моему, ничего не сделали. Давайте мы просто поставим уже как-то точку в этом нашем разговоре. Я понимаю, что есть взаимные какие-то претензии, понятное дело, и по поводу референдума у них, у тех, кто против референдума, и у вас, кто за референдум. Тут другое дело, понимаете? Я хотел бы, чтобы мы как-то нашим телезрителям пояснили, в чем их интерес заключается, понимаете? И какие аргументы существуют. Вот за всю передачу мы так и не смогли к этому прийти. Какие аргументы существуют за и какие аргументы объективно существуют против. Понимаете этого? Теперь то, что касается всего того, что собой представляют процедурные моменты или то, как проходит сейчас, по этому поводу есть закон, нужно обращаться, нужно требовать и нужно добиваться того, чтобы все происходило. Но ставить теперь уже впереди телеги, знаете, эту главную тему того, что будет обязательно, если не состоится референдум, и будет виновато правительство, мне кажется, или власть, мне кажется, это все-таки должно быть очень точно и четко аргументировано. Если это будет аргументировано и доказано, значит тогда можно будет предъявлять действительно претензии. Я что хочу сказать. Вот вы говорили за, против, вы говорили, что власть много обещала, не добилась многого, может быть, хотела этого сделать и не получается. Здесь говорят о том, что на это нужно время, действительно с этим можно согласиться, что и время нужно. Действительно какие-то обещания были не выполнены. Вы мне скажите, а какие вы ожидаете вообще последствия после того, как референдум будет проведен, например? Это вопрос к кому? Да, к вам. Во-первых, я так понимаю, что мы завершаем, да, встречу? Завершаем. Во-первых, уже, я хочу всех поблагодарить, Адгур. Мне очень приятно видеть тебя. Александр Алексеевич, спасибо. Мы учимся. Я понимаю, что вы не очень приятно меня видеть. Но... Я вас прошу, такие вещи... Да не стоит так шутить. Значит, это тоже школа, которую должен пройти наш народ. Это демократическая процедура. Мне искренне представляется, что если мы референдум проведем в соответствии с законом, это укрепит институты нашего государства. Значит, я исхожу из того, что у нас, в общем-то, грамотные люди. Я против того, чтобы кто-то кого-то пугал. Этого не нужно делать. Мы же меняем немножко, подмениваем понятие. Вот наших людей не напугаешь. Я знаю, что людей во многом не напугаешь. Я говорю о другом. Не нужно их пугать. Даже не нужно этого делать. Еще раз я хочу сказать. Вы думаете, что на этом прекратится? Президента... Вот вы мне скажите откровенно. Вы знаете, я сказал... не будет пугать или что-то не продолжится в этом духе? Я говорю то, что я считаю кто-то будет какие-то условия. Есть указ президента. Я хотел бы уважить главу государства и отнестись к этому указу соответствующим образом. Я не хочу, чтобы это выглядело таким образом. Указ подписал президент одной рукой, а другие подчиненные президента, некоторые министры, давайте скажем тогда так, не понимают, что происходит, его блокируют. Не нужно этого делать. Это же не игра какая-то. Зачем нам тратить деньги на референдум, с одной стороны подписывая указ, с другой стороны его блокируя? Этого не нужно делать. Еще есть время отреагировать, посмотреть, принять
Давайте постараемся сделать так, чтобы волеизъявление было свободным. президента? Он Это не вас- блокирует у вас это указ. Я обращение? про эти факты не знаю, чтобы Адгур блокировал. Я вас просил бы не иронизировать. И не слышал, чтобы Александр Алексеевич кого-то запугивал. Ну, когда вы обращаетесь к кому-то, они сейчас представляют другую сторону. Вы говорите о том, Они что представляют блокируют. свои собственные Ну, скажите достойные тогда, персоны. кто блокирует, кроме одного лица уже названного. Достаточно. Это высшее должностное лицо, высоченное. Пусть государство примет меры и все. Дорогие мои друзья, я заканчиваю тоже. Да, хотел спасибо обратиться. всем за этот разговор. Да. Галоза. Абрей вдруг Амза, Юля Амза, Жеберзи, Колот референдум. Абраза Лайм, Аиш, Хайр, Жгидет Федзон, Яхтоп Хайз Пхедзо, и цена, Жиртио, Яхтам Хайз Пхедзо, Сарас Бана Гарасфи. Сбана Гарзах, Арья Ханткарра, Зхойкуту Ханткарру, а у Игуана Гарзаха на Джги, Дехирхур, Азинимец. Азинимец. Уебши Хохала Шамец. Сара Гураз год, а Тенчру, Хах Абсад Гилал, не Хагва Тенчру. Тенчру Лахоми Пахгар, Зихалот. Аха, Зигир Губхо, Агазара Вадю. Абсуай Накузала Гирхон, Аджанди Губхот, Аджабди Губхот. أجيق يتوصل بس أجيق يتوصل أخا حزن بيجي أجحو خرحو حاج كنت شروع بس خاك استحب صدق سر تيجي процент لشاس حو ده процент كورتشنيا عربود سر статистика بزين أصدرت أي بشرنسوس بشيني بيجي بprocent بسنيكم خوزي بشر خاك استحب صدق لابسوار شوي وبريزهن أبسوارو إزدوا بسنو الخنزة Апсуа заха патуик ценна мысли и цнокуна хилайцо убрисқари бахот хахткар яхя авусу змуо ала амчрaqni qamni рухойна кузал гуси хблаги qухткар амчрaqni qamni ала рухойна кузал ги багадзон ажи макрому пахи конгом убриге псовацасими пету убриге псовацас на мысла أيتنا قرأته واسقني قلوت حنت كرر قلوت بسمرة سلا يزبزون عودي كرة شوبها أرز حرز بزون بخفا أبرز بود زيجز تنشخو بسمرة تشين فوق نسقلا أبزير شو كسات يخي تجي سقط يخطب حيز بخزوش تنشي بجيشتي يختام حيز بخزو شو سكوشيركوز سرف سازاوز سبانا قرشة خيت سروي ساد قلزون كيد قلش من شو حبيز شبريت فوق يرحز يدقلو ينين ربجيرتيوتي حيحو يدم قلص حيحو يدقلو وحي نيزو ويزحن شفنا هروتر Саид, как бы вы подвели итог вообще вот этому нашему разговору, беседе, дискуссии? Ну, с вашего позволения, значит, хотел бы сказать следующее. К сожалению, сложилась такая практика. С одной стороны, для нас новое дело референдум, который инициирует оппозиция, но указ об этом подписывает президент. С другой стороны, в нашей истории были другие формы, так сказать, волеизъявления граждан, возмущения граждан. Чем это заканчивалось, мы все прекрасно помнили и помним. Битьем стекол, столкновениями, Бог на нас смотрит, вот, все-таки без... Могу вам сказать, без жертв, да, вот 2 года назад обошлось. Сегодня в обществе ситуация накалена. Общество по-прежнему разделено. Люди недовольны. И у людей есть законное право задать вопрос. Хотим ли мы видеть нынешнюю власть в том виде, которая она есть, или нет? В этом я никакой катастрофы не вижу, если это происходит путем референдума. Мы часто приводим разные страны в пример, Швейцарию приводим в пример, хотя я абсолютно, честно говоря, далек от того, чтобы проводить параллели. У них немножко другая история, нам до многого надо дорасти. Опасения за то, что, значит, будет какой-то накал обстановки, они, естественно, есть. Но чего бы нам хотелось? И в каких условиях можно это все дело производить? Путем голосования. Это когда мы четко будем знать, что
государством созданы условия для свободного волеизъявления граждан. На письма, которые писали представители оппозиционных сил, вот, в том числе просили продлить там более... Вот вы, Аслан Георгиевич, можно один момент такой? Я отвечу вам. Я вот хочу. Вы говорите, более 30-35 тысяч людей у нас на выборы не ходят, избиратели. Вот к ним еще прибавьте несколько десяток тысяч, у которых просроченные Я сейчас паспорта. отвечу вам. Вот как раз таки И что стоит продлить действие Саид этого Николаевич, Саид паспорта? Николаевич, у вас немножко Так. неправильная информация. Это Поправьте, очень если существенно. неправильно. Это Очень существенно. Так, тогда ответьте на этот Очень вопрос, существенно. Я пожалуйста. знал, что, понимаешь, это вопрос станет, потому что я слышал, что Аслан Георгиевич это озвучивал. Вот, на 10 июля 2016 года просроченных паспортов 8122 человека. 30 тысяч, вот то, что вы говорите, это выдано было до конца этого года. За весь год. За весь год. Из них 3150 уже обменено. Я вот, у меня в компьютере есть вся база данных Абхазии, потому что мне приходилось паспортной комиссией заниматься, и пофамильно каждый есть. Вот я просто выбрал в 2016 году из моей фамилии, сколько человек получило, а там получило 15 человек. Из них уже 5 человек не живые, к большому сожалению. А у нас в 2016-м первые паспорта получали люди пенсионного возраста и школьники. Знаете, вот, исходя из того, что там я хочу обратиться к нашему населению. Президент издал указ. В указе четко прописано. Никаких документов не надо. Только надо принести, если кто-то еще не сделал этого, а у нас достаточное количество, просто прийти с паспортом и с фотографией. Ему обменяют и дадут сразу. И никаких проблем нет. Если Просто по поручению президента не будет еще никто, 5 тысяч это опять-таки, тоже 3100, серьезное количество. вот я вам говорю, 3000 где-то осталось, вот если взять погрешность на ушедших, потому что в 2006 году первые получали люди пенсионного возраста, очень много людей, к большому сожалению, на нынешнем этапе уже не живут. Так что этой проблемы нет, о том, что проблема есть? Никаких проблем нету, просто надо фотографию на внутренний паспорт привести, ему в течение полчаса, вот я был по другому вопросу вместе с моим другом Ахрабжани, он получал заграничный паспорт, мы были там и с людьми говорили, пришли люди, которые, я не знаю, это идут они получили выборы. паспорт. Да, конечно. Ну, Мы были утром, у них шло совещание, потом приехали после обеда, ни одного человека уже нет. Так, я извиняюсь, вот вы все высказались, я хочу, Никто, чтобы ни одному человеку мы как-то к концу все-таки Минуточку, подошли. я вот договорю все-таки, вот раз по паспортам такие разъяснения, могу сказать, и 5000 человек, это тоже наши граждане, Нет, от того, что у 5000, них Саид паспорт Николаевич, просрочен, вы что, меня он не не слышите? перестал, вот почему? Ну как, вы Вы сказали же 8 8 минус 3. 8 минус 3, получается. Аслан Георгиевич, это Да. люди пенсионного возраста, которые что? получили, многие из них не живые уже. Ну, Я не считал, сколько из них не живых. Если Ну, там, к разрешат. большому сожалению, ну, я если очень вы рад не был бы, считали, если их вы там все сказали 5 8 тысяч. минус 3, вот будем исходить из Аслан этого. Георгиевич, я еще, вы не 30 слышите меня? А? Ну, не 30 тысяч, во всяком Слушай, опять-таки, Да. не 5 тысяч, Ну, 5 вы же тысяч, понимаете, вот что из того, у нас же Понимаешь, 200-300 это голосов только при решают обмене судьбу уже без государства. Хорошо, с этим вопросом тоже Вот, разобрались. нет, не совсем разобрались, Валерий. Не, если ну сейчас, позволите. вы знаете, как У вы... нас была практика такая была, когда мы голосовали по документам, когда даже не было паспортов. И ничего страшного не произойдет, если будет соответствующий документ, в соответствии с которым можно будет голосовать этим Владимир Ильич, я не паспортом могу понять, с истекшим какая сроком. А одну секунду я скажу такую вещь. Если у человека истек паспорт, это еще не означает, если истек срок паспорта, что он перестал быть гражданином. Он гражданин. То есть вы Абхазии. считаете, что это Слушайте, вот я, пользование- вопрос надо решить я вам такой скажу, плоскости. мы вот проводили местные выборы. Да. Многие, к большому сожалению, Это просто удобнее подождите, так, мы ну, удобнее, многие, для всех удобнее. особенно пенсионного возраста, Да. я это обращал внимание, потому Да. что занимался местными выборами. Многие, к большому сожалению, наши граждане пенсионного возраста, Да. только когда пришли на избирательный участок, Узнали увидели о том, что что у них просрочено. Да. Еще раз говорю, 40 дней, президент сказал, без абсолютно, ребят, знаете как, с паспортами шутить
Мы слишком пошутили в этой стране с паспортами. Паспорта вовремя надо менять. Если он истек, его надо менять. Президент создал все условия для того, чтобы его поменяли. И по большому счету, та статистика, которая у меня есть, говорит о том, что все желающие уже поменяли. Но если еще есть 10 дней, если они нас слышат, дорогие наши граждане, если кто-то хочет принять участие в референдуме, и он видит, что у него паспорт просрочен, надо прийти и просто его поменять. Да. Принять участие Это в этом надо тоже голосовании. сделать. Я с вами, Аслан Алексеевич, согласен. И в связи с этим я еще раз хочу подчеркнуть, что паспорта у нас выдают в Министерстве внутренних дел. Хотелось бы, чтобы руководство Министерства внутренних дел изменило свое отношение к референдуму. А этого пока еще не произошло. Так, давайте, я вас прошу, на колу мочала, начиная сначала. Ну оставьте это уже. Знаете, это уже Давайте уже мне как-то это все. Это не является, да, сейчас не является это сейчас обсуждаемой. Конечно. Мы можем проанализировать следующую ситуацию. Есть факты, когда людей увольняли за то, что они принимали участие в подготовке к референдуму. Мы можем это подтвердить. В ближайшее время будет съезд оппозиционных сил. Все эти факты будут систематизированы. Вот, и будет принято решение. Потому что есть моменты, где баннеры, да, Аслан Георгиевич, не дают вывесить с призывом прийти на референдум. Собственно говоря, тоже. Это, я считаю, что это общий интерес. Да, Аслан Это и Алексеевич, власти интересно, еще и оппозиции. один момент. Так, Просто подождите, пойти одну секунду, путем, одну да. секунду. На десерт, Все на понятно. десерт можно? Не, на Другим десерт путем. нельзя. Вы высказались. Не, Саид существенно, высказался, я он вас прошу. высказался. Я вас прошу. Я вам дам Готов позже вас слово. На десерт буду Ну, я. слушайте, Можно? мы так... Эфирное время мы должны были иметь 20 дней тому назад. До референдума осталось 11 дней, и мы впервые на эфире. Впервые. Это в соответствии с законом. Решение было принято ЦИКом. Это Нет, тоже нет, знаете не что, является давайте нарушением. тут я уже скажу, никаких нарушений не было. В соответствии с законом, в соответствии с тем порядком, мы руководствовались законом о СМИ. Не надо нас сейчас, вот телевидение уж по этому поводу не трогайте. Не Одну секунду. законом о СМИ, Одну секунду. законом о референдуме, в котором нету этих регламентов, не прописано. В решении ЦИКа есть регламент. Решение ЦИКа Для вас нас не является обязательно. обязательно. Как это не? Нет, не Для- обязательно. О чем вы говорите? Ну, Закон я это- вам могу сказать, поинтересуйтесь. По данному вопросу давал там... Нету такой нормы, понимаете? где Мой мы дорогой должны друг, давайте я вам дам статью Нет, сейчас. нет, давайте, я понимаю, что вы Давайте мы юристы, все сделаем так, законники. после эфира. Если вы хотите поговорить по поводу этого, я вам дам то разъяснение, которое мы получили из прокуратуры. Сейчас я это обсуждать все равно не буду. Теперь вам, пожалуйста, слово. Я хочу, чтобы вы как-то тоже объяснили суть вообще нашего присутствия сегодня в эфире. С чего мы добивались и чего мы хотели своим разговором показать. Ну, Все, и на во-первых, этом будем заканчивать. Я хочу следующее сказать. Ну, наверное, надо извиниться перед телезрителями. Ну, наша беседа была, может быть, и Да, не интересная, самая но такая не самая, мне интересная. кажется, профессиональная, продуктивная. И, то есть, это не государственный уровень. Поэтому, что хочется сказать. Вот мы очень много говорим о министре внутренних дел. Вы знаете, Аслан Георгиевич, если бы министра внутренних дел так в Абхазии боялись бы, у нас бы не было бы преступности. Поэтому столько говорить о министре внутренних дел даже смысла Только не потому, вижу. что он дает повод. Поэтому, Только поэтому что хочется сказать, и наши граждане нас слушают. Те проблемы, которые озвучиваются здесь, и Саид Николаевич, то, что этого нет, того нет. Вы знаете, если чего-то и нет, то это наша общая беда. И давайте, вот вы все относитесь к более старшему поколению, я младше вас практически 2 раза. Давайте менять повестку. Еще раз хочу вернуться. Посмотрите, какая повестка вокруг нас. Все развиваются. Все развиваются. Мы с вами занимаемся бесконечным выяснением отношений. Это называется, знаете, по политической какой-то бескультуре. На самом деле это так. Вы посмотрите, что... Вот я не хотел там говорить и 21-го, то, что на стадионе. Какие были там высказывания. Аслан Георгиевич, я вас очень уважаю, но когда... Вы имеете в виду 21 на октября стадионе, или 27 мая? Нет, я имею в виду 21 октября. Вы соотнесите Не, высказывание я- 27 можно, мая и я 21 договорю. октября? Поэтому, если вопросы там, культуры если будут там прояснены. тоже что-то было сказано, вы не думайте, что я кого-то оправдываю. Если там тоже было что-то сказано, я против этого. Слушайте, мы же один народ. Давайте строить это государство. Давайте предлагать новые пути. Есть проблема, Саид Николаевич? Вот вы знаете, как построить за 2 месяца экспорт оритинного предприятия? Давайте, подскажите.
Если вот у вас фонд, который вы возглавляете, Мы, Аслан Юрьевич, давайте подождите, не надо перебивать. подождите. По экспортной Это у нас Вспомним, была ну, целая сам, да. дискуссия. Да, год тому назад говорили, не делайте. Я секунду, можно, НДС говорили, можно у нас я, же было общение. Саид Николаевич, можно я же вас не перебивал? Вот. И по НДС, и по полю, это очень много было сказано. Я готов в отдельной передаче, кстати, с удовольствием. Сегодня про экономику вообще не проговорить практически не удалось. Не удалось. Вообще не удалось поговорить про основания Да. вот этого референдума. Поэтому с удовольствием Кроме на того, экономический что он вопрос имеет законную приглашаю силу. вас, Я Саид так и не понял, Николаевич. какую выгоду я получу от этого, если пойду на референдум. или не Аслан пойду. Георгиевич, вас приглашаю, если по экономическим вопросам готовы, я лично готов. Вы, кстати, на пресс-конференции говорили, что ни одна отрасль экономики не развивается, я готов на это отвечать. Вот я вам передам материалы в динамике по всем отраслям. И вот вы увидите, везде есть рост. Я вам передам это, просто может вам не... Самое главное, чтобы это увидели наши граждане. А про наших граждан расскажу. У нас ВВП... почувствовали на себе. Секундочку, Саид Николаевич. По поводу наших граждан имеет место, мне кажется, я не имею вас в виду, у нас очень низкий уровень жизни в Абхазии. Достаточно низкий. Это порядка 1800 с лишним долларов на душу населения ВВП. Для сравнения, в России он больше 11. Да. И Где-то он... 150. А? 150 тысяч долларов где-то есть, да? 150 Монако, я да, не слышал, что? честно говоря. Что? К чему я это говорю? У нас уровень жизни низкий. И в один момент он высоким быть не может. То есть до среднего мирового уровня, чтобы мы дошли 10 тысяч долларов, в 5 раз надо экономику увеличить. Да. И некоторые политики, я не имею в виду вас, они начинают манипулировать. Почему там наши граждане не живут сегодня? Да это невозможно за один день. Государство идут, секундочку, государства идут к этому годами. Но как это происходит? Вы лучше меня знаете, Аслан Нет, Георгиевич. лучше не знаю. Все государства, прежде чем приступать к каким-то полномасштабным реформам, занимаются программой. Вот мы потратили определенное время, и, кстати, и вас приглашали на презентацию стратегии. Да, я очень хорошо его знаю. Да. Вот некоторые выдержки и Да, стратегия. вот. Есть программный документ до 2025 года. Стратегия есть. Стратегия социально-экономического Стратегия, развития. пока программы нет. Я расскажу про программу, секундочку. Дальше что мы делаем? У нас сейчас есть Совет по экономическому развитию и реформам при президенте, куда входят ведущие специалисты, бизнесмены нашей московской диаспоры и так далее. Мы занимаемся разработкой детальной программы развития. Это то семя, которое нам позволит, как мы надеемся, создать полноценное государство, где каждый гражданин будет себя чувствовать достойно. И все это возможно только при условии политической стабильности. Совершенно Когда мы верно. говорим о привлечении инвестиций, ни один инвестор, никакой бы закон не был, Да. не придет в ту страну, где каждый год, каждые 2 года, у нас, посмотрите, только за этот год сколько местные самоуправления выборы, Да. раз, сейчас, Да. значит, Да, согласен. референдум, Правильно. потом в следующем году выборы в Правильно, парламент правильно. и так далее. Правильно. Это, поймите, так мы государство с вами не построим. Совершенно верно. И потом Еще не придет инвестор, если приостанавливать лицензию таких компаний, как Роснефть. А кто вам сказал, что не, приостановить? не имея на то Секундочку. никаких Кто вам сказал, оснований и так что далее. остановились? Я лично, На шельфе. я на шельфе. возглавляю тот орган. Какая комиссия была Секундочку, выработана? секундочку. Вы Какое решение было заблуждаетесь. принято Я комиссией? вам скажу. Была создана парламентская комиссия, Так. раз уж на это дело пошло. Так. Кстати, вот это вот вопрос про Россию я тоже отдельно хотел сказать. Есть лицензионное соглашение, подписанное Министерством экономики Республики Абхазия. Да. Есть постановление Кабинета министров о предоставлении лицензий. Так. Ни одно из 2 документов сегодня не приостановлено. Так. Более того, хочу вам сказать, лично генеральный директор Сечин обратился к нам в Так. прошлом году, чтобы мы продлили сроки Так. геолого-разведочных работ. Да. И по той причине, что он не может, значит, в силу определенных моментов соответствующее оборудование. Мы Каких пошли- моментов определенных? Объясню. Я могу вам этот документ дать. Буду Это вопрос касалось оборудования специализированного, которого в силу санкций со стороны стран, где это оборудование есть, они не могут его привести. Никакого отношения к
парламентской комиссии. А парламентская это комиссия создана секундочку. вокруг чего? А парламентская комиссия может быть создана по инициативе любого из депутатов. Депутат парламента, секундочку, это очень важный вопрос. Нет, это очень важный вопрос. Просто подведите итог этому вопросу. Это не так. И вот хочу вам сказать, вот еще один момент. Я перебил вас Да, вообще. внутри нашей страны, в нашей внутренней политической конкуренции мы стали использовать отношения с Российской Федерацией. Вот я часто слышу, что там Россия, у нас отношения испортились. Это так, кто-то хочет больше дружить. Ну, вы знаете, вот я хочу этот вопрос просто, может, закроем, потому что это наша внутренняя политика, она никакого отношения к... Я за то, чтобы вопрос закрыть, но я против того, чтобы такие заявления делал вице-президент, например, который говорит, что нам выкручивают руки, и мы можем потерять суверенитет, и об этом он говорит публично. Аслан Георгиевич, я вам могу процитировать Владимира Я, Путина. знаете, давайте мы эти цитаты сейчас не будем разбирать. Давайте мы больше будем я не клянусь. Послушайте, любви к родине. Еще раз говорю, никто, знаете, идиотов в Абхазии нет. Российская Федерация, Россия, это которая признала Абхазию, Российская Федерация первая, которая признала. Первый всегда есть первый. И никто еще в Абхазии, по-моему, не родился политик, который может сегодня как бы интересы России в Абхазии блокировать. Высказывание... Еще, я знаю высказывания многих политиков, я знаю ваших сторонников высказывания в адрес России. Это высказывание отдельных политиков. Понимаете, есть глава государства, который четко определяет, она была всегда, начиная с Владислава, и будет всегда глава государства определять. Отдельные политики могут порой и неудачно высказывать. Бывает. Так, теперь давайте вернемся к нашему заключительному слову. Да. Ну, Пожалуйста, ваше отношение вообще, давайте вот... По поводу России закончу. Есть на последней встрече двух президентов, хочу напомнить, что там около 4 официальных только встреч было за последний период, слова Владимира Владимировича, который охарактеризовал наши отношения как особые. То есть это слова президента Российской Федерации. Кто кому сказал, что у нас испортились отношения, или кто-то кому-то пожаловался, или кто-то лучше осведомлен, чем президент Российской Федерации. Я просто нашим некоторым коллегам посоветовал закрыть эту тему. Это внешний фактор, и здесь мы должны, уполномоченные, значит, на то люди, заниматься этим делом. А по поводу, еще раз хочу сказать, референдума, у каждого своя позиция. И правильно вы говорите, что никто не вправе запретить кому-то ходить на референдум. Но лично меня, как гражданина, если спросить, для меня этот вопрос сегодня не стоит. Если меня спросить, как гражданина, нужны в Абхазии новые выборы? Однозначно нет. Потому что это будет мешать. Более того, сейчас мы занимаемся серьезными программными вопросами, которые дадут серьезную перспективу. Это только будет мешать. Вот такая у меня позиция. И если, еще раз хочу сказать, вот здесь, если какие-то, значит, что-то мы не то сказали, еще раз извиниться перед телезрителями и перед всеми. Я думаю, что мы сказали много, если считать по времени. Другое дело, качественно, как мы смогли это выразить и объяснить телезрителям каждой свои позиции. Это он уже нас рассудит. Я хочу сказать, что я тоже глубоко вообще убежден в том, что перед нами открываются возможности большие. Вот другое дело, как мы их используем. Вот. И самое важное, наверное, еще и то, окажемся ли мы достойными тех возможностей, которые перед нами открываются. Вот здесь нужно, конечно, думать, как себя вести, как выстраивать свою политику и как сделать так, чтобы вот мы все вместе здесь собравшиеся не разделялись на какие-то лагеря, а совместно сделали нужную и полезную работу для нашего общества. Вот на этом я хочу поставить точку. Я извиняюсь перед нашими зрителями за такой долгий разговор, но мы впервые столкнулись вот с тем, что нету особенного какого-то регламента по этому поводу. Есть просто вот желание действительно представить все стороны. И если у нас получился разговор несколько такой размыленный, то я думаю, что в последующих передачах до 10 числа мы еще это выровняем. У нас будут передачи, и мы встретимся с вами еще не один раз и поговорим на актуальные темы, наверное, уже более коротко. Я понимаю, что все хотели многое сказать сегодня, но всего за одну передачу не скажешь. Мы были 2 часа в эфире. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Будьте здоровы.